Сейчас прозвучит пьеса Салавата Юзеева, которая называется «Мы уходим, а вы». Вот, режиссер читки Наргиз Абдулаева представит актеров после читки. Салават Юзеев, «Мы уходим, а вы». Действующие лица: Захид, Минзифа, его жена, Малика, их дочь, Ильдус Хатибыч, Гульназ Ханым, его жена, Айнур, их сын, бабушка, танцор и танцовщица, офицер НКВД. Раздается странный звук, то ли крик птицы, то ли вой зверя, то ли голос из неведомых миров. Затем в задней темной части сцены появляются движущиеся тени и гулкий топот множества бредущих куда-то людей. Комната в доме Захида и Минзифы. На стене портрет маленькой девочки и портрет мужчины средних лет. В комнате Захид и Минзифа. Минзифа готовит завтрак. Надо же, 3 дня уже прошло, а я все еще как на иголках. Ты переволновался. Пора успокоиться. Ну да, я переволновался, но ведь это же свадьба нашей дочери, единственной дочери. И это бывает 1 раз в жизни. Надеюсь. Но ведь все прошло отлично, согласись. И все гости остались довольны, и родители жениха. Ну да, они же замечательные люди, свои. Слушай, ну все равно не могу успокоиться. Меня слегка потряхивает. Салаты нужно выкинуть. Не надо ничего выкидывать. Ну им Понятно? уже 3 дня. Их уже есть нельзя. Если бы у нас поросенок был, Ты с ума сошла? Какой еще поросенок? да шучу я, шучу. Шу. Молодые спят еще? Спят. Честно говоря, я не знаю, хорошо ли это, что они будут у нас жить. По мне так ничего страшного. Понимаешь, вон у нас будет жить. А мы не знаем, что это за человек. Ну как мы не знаем, мы уже столько с ним знакомы. Он у нас в доме бывал еще до свадьбы. И родители у него приличные, ну ты же сам их видел. Интеллигентные. И тосты какие замечательные говорили на свадьбе. Это понятно. Хороший парень, приличные родители, без дурных привычек. Но, понимаешь, когда живешь бок о бок, ну тут совсем другое дело. А мы его не знаем. Да ладно тебе, не накручивайся. А вдруг он, слушай, подкрадется ночью и... Да хватит уже, хватит. Да ладно, шучу я. Честно говоря, я хочу, чтобы наша дочь была возле нас. Но не хочу я никуда ее отпускать. И я не хочу. Тем более неизвестно с кем. Моя девочка. А ведь, кажется, только вчера ее грудью кормили. Минзифа подходит к портрету маленькой девочки, снимает портрет, целует его, вешает обратно. Да, и я. Вот вроде только вчера носил ее на руках. Ой, а помнишь, как мы переживали, когда она заболела свинкой? У нее температура поднялась тогда. Да, я тогда думал, просто сойду с ума. Хотел помочь, у нее страшный жар, а ты не знаешь, что делать. Ты видишь, как она мучается, готов свою жизнь отдать, но не знаешь, как помочь. Ой, ужас, я тоже думала, с ума сойду. И, помнишь, мы хотим вызвать скорую, а телефона нет. Ну тогда же у нас не было телефона. Была ночь, я бегаю по всему подъезду, звоню во все двери, и двери... Люди думают, что кто-то сошел с ума, а я уже и правда был близок к этому. А двери не открывают. Кто-то открыл, а у него тоже нет телефона. Потом я выбегаю на улицу, ищу телефон-автомат, нахожу, не работает. Бросаюсь ко второму, тоже не работает. Что делать? Бегу по улице. Ночь, улица пустая, автоматов больше нет. А там, где мы жили, помнишь, найти телефон вообще большая проблема была. Я выскакиваю на дорогу, бегу, представь, бежит человек, неизвестно куда, весь в мыле, глаза ненормальные, навстречу машину, гудят. Вдруг рядом останавливается милицейский УАЗик, из него выходят менты. Слушай, они уже наручники приготовили, думали про меня, что я наркоман или из психбольницы сбежал. А я говорю, братцы, выручайте. Вот готов был ему в ноги упасть. Ну, все поняли, по рации вызвали скорую. Вот молодцы, какие менты оказались. Да, сейчас про это все вспоминаю, думаю, ведь можно было сделать как-то спокойнее, разумнее. Сейчас думаю, а чего я бесился-то? Да, ты вообще иногда слишком заводишься. Тогда я еще молодой был и не знал, что делать. Я же думал, моя девочка моя может умереть. Захид, разгорячившись, ходит по комнате, затем успокаивается. Знаешь, а я тоже не хочу, чтобы она куда-то уезжала. Пусть она будет с нами, моя девочка. Ну, молодых не удержишь, ты сам знаешь. А что? Пусть с нами живут.
Ведь есть семьи, где дети живут с родителями всю жизнь. Родители стареют, дети за ними присматривают. В деревне так жили. Несколько поколений вместе. Ну, это традиция наша. Ой, опять ты заладил традиция. Да, вместе, дети, родители, бабушки, дедушки, вместе. Ты согласна так же? Конечно. А самое главное, не скучно. Конечно, не скучно. Сколько народу кругом. И еще будет кому за нами присмотреть, когда мы будем старыми. Будет кому стакан воды подать. И мы не умрем, будем. Ну, только, знаешь, рано еще об этом думать. Мы еще молодые. Еще как не молодые. Так что пусть живут с нами. Места у нас хватит. И здесь ведь еще один плюс. В доме появится еще один мужик. Да, это хорошо. Ну вспомни, ты мечтала о сыне. Как будете вдвоем на рыбалку ходить? Как вы будете вместе дом строить? Я мечтал. Вот тебе сын. Не знаю только, какой из него помощник. Вот собирался завтра парник установить. Попрошу его, чтобы помог. Ну, я думаю, он не откажется. А вдруг он скажет, ну там, я вам что, нанялся, что ли? Ну, все может. Снаружи доносится тот самый странный звук, напоминающий то ли крик неведомого существа, то ли голос из другого мира. Что это? Это Муса Давлета. Напомню. Ну, тот, который ищет новую родину. А, да. Мензифа прислушивается. Слушай, похоже, вставать они не собираются. Пойдем, мне надо розу пересадить, поможешь мне? Захид и Мензифа уходят во двор. Дверь, ведущая в комнату молодых, резко распахивается. Оттуда раздается энергичная забойная музыка и вылетает подушка. И тут же весело хохоча вылетает Малика. У нее во рту зубная щетка, очевидно, параллельно происходят утренние процедуры. Следом вбегает Айнур, у него на шее полотенце, он гоняется за Маликой по всему пространству комнаты и тоже громко смеется. Малика бросается в него подушку, он успевает увернуться, продолжает преследование. Я зомби. «Помогите!» Я восставший из мертвецов. Они бегают вокруг стола, Айнур умудряется ее схватить, оба падают с визгом и смехом, катаются по полу. Затем залазят на диван и начинают танцевать на нем и прыгать, как малые дети. Все, больше не могу. А где твои предки? В саду, наверное. А чего они там делают? Да что угодно. Работают, травку дергают, копают. Они еще и тебя попросят помочь. Ах, вот почему они настояли, чтобы мы жили здесь. Им не хватает рабочих рук. А если я откажусь? А они посчитают это предательством. Предательство. И ты, Брут. Император падает, пронзенный десятком клинков. Пенелопа рыдает, получив страшную весть. Какая Пенелопа? Ах, да. Клеопатра голосит, рвет на себе волосы, узнав о гибели своего возлюбленного. Рыдай. Малика садится возле своего возлюбленного и начинает протяжно выть. Айнур удовлетворенно кивает. Снаружи слышится тот самый звук, напоминающий то ли крик птицы, то ли вой зверя, то ли голос из других миров. В задней части сцены появляются движущиеся тени. Что это? Это Муса. Он ведет за собой людей. Куда? Куда-то. Хрен его знает. Говорят, искать новую родину. И что, за ним кто-то идет? Идет. Всегда найдутся, кто пойдет. Странно как-то это. Как будто конец света, апокалипсис. Интересно, что будет, если наступит конец света? Что будет? Близкие люди в этот момент хотят быть рядом. Я буду с тобой. Мы возьмемся за руки и встретим конец света. Да, именно так. Мы встретим его вдвоем. Втроем. Наш ребенок, он с нами. Ты думаешь, он уже с нами? Конечно. Айнур опускается на колени, прислоняет ухо к ее животу. Я слышу его. Да, он что-то хочет сказать. Миру. Какие-то важные слова. Я думаю, у них есть свой язык. Да, ведь есть язык птиц, язык зверей, язык ветра, язык океана и есть язык нерожденных людей. Они говорят. Что же он тебе говорит? Он говорит мне: «Привет, ты мой папа, я тебя сразу узнал. Ты хороший парень, мы с тобой подружимся». А спроси у него, может, ему чего-то не хватает. Эй, у тебя там все нормально? Он говорит, все нормально, но ему не хватает витамина С. Ему не хватает кальция и прочих питательных веществ. А каких именно питательных веществ ему? Нельзя ли уточнить? Это ты должна сообразить сама. Да я и так много ем. Тебе надо есть за двоих. Надо, чтобы и ему хватало. Вас же теперь двое. Айнур встает, молодые обнимаются, уходят к себе. Входят Захид и Мензифа. Мензифа начинает накрывать их завтрак. Они все еще спят?
Да нет, похоже, проснулись. Из комнаты молодых доносятся веселые голоса. Мы их подождем или будем пить чай без них? Давай подождем, мне кажется, они скоро выйдут. Мизифа продолжает накрывать на стол. А знаешь, Малика беременна. Ничего себе. Ты уверен? Она мне сказала. А почему я не знаю? Ну, вот теперь знаешь. Спасибо. Ну, я все-таки ее мать, она всегда мне доверяла свои тайны. Захид вскакивает, взволнованно ходит из угла в угол. Черт возьми, что это такое, а? Вот как это называется? Я ей покажу. Боже мой, воспитально называется дочь. Ой, да хватит. Я думал, у меня нормальная дочь. Нормальная свадьба, честь по чести, по любви, по согласию. Милые родители, а тут Я тебя прошу, не заводись. залетелись. Свадьба по нужде. Слушай, ну вспомни, мы ведь с тобой тоже женились по нужде. Но ты мне всегда говорила, что любишь меня. Это потом. Я тебя полюбила уже потом. Потом, когда мы пожили, когда узнали, почем фунт лиха, а женились мы по нужде, так что помалкиваем. Ну ведь... Чего ты разорался? Вот правильный папаша. Ой, моя дочь беременна. Кто этот негодяй, как он посмел, он за это ответит. Он обязан на ней жениться, не согласится, а мы его заставим. Мы найдем на него управу, мы пойдем к его родителям и потребуем анализ ДНК. Ну, у нас-то сам посуди. Чего орать-то? Свадьба уже была. Ладно, ладно. Но я-то думал, у нас все по-человечески, а тут... Ну пойми, но они не как мы. Они другие. Они не залетают, как мы. Они все знают. Они знают даже больше нас. Ну и потом они на самом деле любят друг друга. Ты уверен? Да, меня в этом деле не обманешь. Ты что горячишься-то? Вместо того, чтобы радоваться. Чему радоваться? У тебя будет внук. Захид осознает сказанное, на его лице блуждает отсвет противоречивых мыслей, затем проступает улыбка. У меня будет внук. Или внучек. Или внучек. Захид уже не может спрятать улыбку, он учится, начинает приплясывать, берет за руку Мензифу, супруги начинают танцевать, кружиться по комнате, входят Малика и Айнур. Они уже одеты к завтраку, некоторое время они наблюдают танец родителей. Доброе утро. Доброе утро. Мензифа и Захид, спохватившись, прерывают танец. Проснулись? Давайте завтрак. Все садятся за стол, приступают к трапезе. Кушайте, кушайте, дорогие мои. Как спалось? Нормально. У вас хорошо. Свежий воздух, птицы за окном поют. А пока вы спали, мы уже с утра в саду поработали. Нам очень стыдно, мама, что мы вам не помогали. Айнур, тебе стыдно? Очень. Я вам вот что скажу. Земля это святое. Земля это кормилица. Я вот люблю копаться в саду. И с годами все больше и больше. Земля, она тянет к себе. И моя жена любит. Короче, надо быть ближе к земле. Понятно. Мы будем ближе к земле. Ближе, ближе, еще ближе. И, наконец, в ней окажемся. Это он так шутит. Да, извините, я иногда шучу не к месту. Вроде думаешь, что сказал смешно, а глядишь, никто не смеется. А по мне так смешно. А по мне так ничего смешного. А давайте налью чай. Я заварила чай, как обычно, с травкой. Мы любим такой чай. Ну да, любим. Мы терпеть не можем чай из пакетика. Как его люди пьют? Мы завариваем с травами. Вот сколько в этом чае трав? 7? 9. Да. Там много полезных для нас веществ, для здоровья. Они и вкус добавляют. Чувствуете аромат? Вы пейте, пейте. Это наш традиционный татарский чай. Да, очень вкусный чай. Моя бабушка имеет свое мнение насчет татарского чая. Ну и каково же ее мнение? Она говорит, что такой чай татары пьют неспроста. Эта традиция возникла в советские времена. Тогда в магазинах продавался только один сорт чая. Сам по себе это был никакой чай. У него вообще вкуса не было. Или был, но он, трава добавлялась, чтобы перебить вкус того самого чая. Чем больше добавлялось трав, тем лучше можно было подавить. Вот так возник наш традиционный чай. Вкусный, полезный, с тонким ароматом. Ох, суровая у тебя бабушка. Да, она такая. Мало того, она утверждает, что татарская культура, она как чай. Чай, в который добавляли травы, и получился татарский чай. Все некоторое время молчат, не зная, что сказать. Это она говорит моему отцу. Вы же знаете, мой отец специалист по татарской культуре. Отец говорит ей: ты ничего не понимаешь, у тебя узкий взгляд. А бабушку мою трудно переубедить. Она упрется и все. Кстати, сегодня нам предстоит познакомиться с твоей бабушкой.
Родители твои звонили, сказали, что хотят приехать нас навестить. Да что вы говорите? И когда они хотят приехать? Сегодня вечером. С чего это они вдруг? Они сказали, что бабушка пожелала увидеть невесту. Она не смогла присутствовать на свадьбе, прихварывала, а вот теперь хочет видеть невесту. Моя бабушка всегда была оригинальной. Вот ей приспичило. Ну а что, нормальное желание. Она хочет увидеть подругу жизни своего внука. Но я предупреждаю, моя бабушка способна на всякие выходки. С ней не соскучишься. Ну, надеюсь, она не бросится на нас с ножом. Нет, она может спокойно зарезать без ножа. Я имею в виду ляпнуть что-нибудь не к месту. Но вы не волнуйтесь, она хорошая. Я думаю, Малика ей понравится. А вдруг я ее не устрою? Устроишь. Меня же ты устроила. Малика устроит всех. Она у нас такая. Малика, ты готова предстать перед очами моей бабушки? Уж и не знаю. Ой, после того, что ты рассказывал, я тоже начала волноваться. И у меня такое чувство, что предстоит сдавать экзамен. Да бросьте вы, это обычная старушка. Вы наверняка с ней поладите. Все четверо продолжают трапезу. Айнур, у нас к тебе есть одна просьба, но мы предупреждаем сразу, ты вправе отказаться. Жена, может, не стоит? Айнур, отец собирается завтра соорудить парник. Ну ты поможешь ему? Никогда. Я вам что, нанялся? Молчание. Конечно, помогу. Я вообще люблю работать в саду. Я люблю копать, пилить, строгать. Молодец, а то мы подумали, ты... И вообще, давайте будем попроще. Давайте я вас буду называть мама и папа. Я очень рада, сынок. Конечно, так будет лучше. Мы ведь теперь одна семья. Я рад, сынок. Ну, ты хороший парень-то вообще. Мама, не переживай, я помогу папе. Папа, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Когда-то ты мечтала о сыне. Получай. Ну, я думаю, мы теперь не только парник построим, мы тут все, что хочешь, мы... Эх, заживем. Свет гаснет, в темноте полыхает костер, воет ветер. Вокруг костра сидят люди, мы не видим их лиц, это скорее тени, подсвеченные пламенем. Они поют что-то протяженное, их песни сливаются с шумом ветра, свет гаснет. Свет загорается, и вновь мы видим комнату, в которой комнату Айнура и Малики. Куда делись твои предки? Они поехали за продуктами, ведь мы же ждем гостей. Ах, да, моей бабушке что-то взбрело в голову. Она хочет видеть невесту. Опять смотрины. Ведь уже свадьба была. Нет, не могут успокоиться. Раздается звонок в дверь. Кто это? Не знаю. Это не родители, они сами открывают. Айнур подходит к окну, смотрит в окно. Оттуда можно увидеть крыльцо. Какой-то человек. Ты его знаешь? Нет. Я пойду открою. Айнур уходит, Малика остается одна, смотрит в окно. Айнур возвращается. Он попросил воды. Воды? Зачем? Попить. Айнур наливает воду в стакан, уходит. Малика смотрит в окно. Айнур возвращается с пустым стаканом. Кто это? Странник. Он попросил воды. Я дал. Он попил, сказал спасибо и пошел дальше. Как-то это странно. Позвонил, попросил. У кочевников был такой закон. Нельзя отказать путнику. Дай ему воды, предложи ему еду и кров. Может быть, ему предстоит переход через пустыню или через горы. Может быть, ему шагать и шагать. А что впереди, неизвестно. Некоторое время молодые молчат. А ты бы согласилась последовать за мной в пустыню? Да, А в горы? да. А на край света? Ну, конечно. А ты бы согласился за мной пойти? Ради тебя я готов спуститься в ад. Ты такой хороший. Мы всегда будем вместе. Всегда. Молодые опять молчат, слушая тишину и свое сердце. Тишину нарушают Мензифа и Захид. Захид тащит детскую кроватку. Мензифа несет пакеты с едой. Захид ставит кроватку на видное место. Папа! Зачем вы купили кроватку? Ну вы даете. Вообще. Мы были в гипермаркете, увидели, купили. Ну, лучше такие вещи покупать заранее. Вдруг потом будет не до этого. Ну ведь еще рано. Малика, ну мы не смогли удержаться. Ну посмотри, какая она трогательная. Малика осматривает кроватку, Мензифа выгружает продукты. Надо поторопиться, сейчас придут гости. Малика, помоги маме. Малика, расставь чашки поровнее. Сахарницу поставь сюда. А ты чего сидишь? Принеси стулья быстрее. Она всегда так волнуется перед приходом гостей. Ну, стол стоит неправильно. Давайте передвинем. Вот сюда. Нет, вот сюда, левее. А ты чего смотришь? Принеси вазу с цветами и поставь на стол. А здесь поставь сахарницу и
розетки для варенья. Можно подумать, что мы принимаем английскую королеву. Не дразни ее. Видишь, она на взводе. С мамой лучше не спорить. Пойдем прогуляемся. Да вы куда? Скоро гости придут. Мы и так в саду погуляем. Айнур и Малика уходят. Хватит уже, остынь. Видишь, даже молодые от тебя сбежали. Ничего не могу сделать, меня перед приходом гостей всегда трясет. Но я волнуюсь. Сядь, успокойся, сядь, говорю. Сейчас придут гости. У нас все готово. Смотри, все на месте. Что тебе еще надо? Все, я спокойна. Я спокойна. Ой, надо же, словно все еще предстоит, а свадьба-то уже была. Ну это ты сама себя накрутила, понимаешь? Сама. Да, сама. Хотя, с чего спрашивается? Все, я в норме. Все, давай вот просто посидим спокойно. Вот. Просто посидим. Да, давай просто посидим. Захид и Минзифа молча сидят. Тишина. Через некоторое время раздается звонок в дверь. Минзифа вскакивает. Это они пришли раньше. Но у нас же все готово. Иди открой. Захид уходит открывать дверь, Минзифа ждет. Через некоторое время появляется Захид, вслед за ним гости. На сцене появляется Ильдус Хатибыч, Гульназ Ханым, бабушка. Бабушка передвигается в инвалидной коляске. Минзифа бросается навстречу гостям. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте, апа. Как поживаете? Бабушка не отвечает, смотрит прямо перед собой немигающим взглядом, затем вдруг обращается к Захиду. Мы с вами раньше не встречались. Нет. Мама, сама подумай, где вы могли встречаться? Да, мама странноватая, не обращайте внимания. Как у вас просторно. Как у вас хорошо. Мне так у вас нравится. Вот все-таки мы правильно решили, что молодые будут жить с нами. У нас места на всех хватит. А если бы мы тут вдвоем жили, зачем нам столько места? А мы когда строились, думали, надо больше места, вот побольше, чтобы просторно. А теперь понимаешь, зачем. Вот ведь если бы мы вдвоем жили, зачем столько места? Гульназ Ханым подходит к кроватке. А это что? Неужели? Да, вы, наверное, еще не знаете. Малика беременна. У нас у всех будет внук. Или внучка. Да что вы говорите? Смахивает выступившую слезу на лице. Поздравляю. Поздравляю, это замечательно, это просто здорово. Мы теперь с вами родня. Да, мы родня. Вот же Бог послал нам родню. И вообще у нас все прошло замечательно. Свадьбу сыграли как надо. Все у нас по-хорошему. Не как-нибудь, а всерьез, по-нашенски. А сказать по правде, ведь мы очень волновались. Вот кем окажутся родители невесты. Все думали, гадали. Ой, а мы уж как волновались, кем окажутся родители жениха. А оказались свои люди. Да-да, свои, конечно, свои. А где же молодые? А они в саду сейчас придут. Куда они денутся? Внезапно раздается странный звук. Это похоже на вой зверя или протяженную песню. Этот звук издает сидящая в инвалидной коляске бабушка. Мама, ты что? Похожий звук раздается и снаружи. В задней части сцены появляются бредущие тени. Очевидно, бабушка вторит звуку, растущему снаружи. Это Муса Давлетов. Муса Давлетов? А кто он такой? Как? Ты про него не слышала? Последнее время только о нем и говорят. Ну, я правда не слышала. Муса Давлетов заявил, что татары должны отправиться в странствие, чтобы обрести новую родину. Он позвал народ следовать за ним. И что, такие нашлись? Как видишь. Да, люди идут. Эти догоняют тех, кто ушел вперед. Говорят, даже из других стран приезжают, чтобы присоединиться. Не понимаю. Как это можно бросить все, отправиться неизвестно куда, неизвестно насколько? Они точно сумасшедшие. Тени в задней части сцены исчезают, звук стихает, входят Малика и Айнур. Ну, а вот и наши молодые. Здравствуй, сыночек. Как ты на новом месте, не обижают? Мам, не волнуйся, я тут как сыр в масле катаюсь. Мы приехали из-за моей мамы. Она захотела увидеть невесту. Мы говорим ей, не надо себя мучить, ехать в такую даль. Она уперлась и все, хочу увидеть невесту. Может быть, потом уже не суждено будет. Я говорю, да ты что, мама, тебе еще жить и жить. А она нет и все, давай поехали. Бабушка внимательно смотрит на Малику. Подойди к ней, подойди. Малика подходит к бабушке. Бабушка делает ей знак рукой, наклонись ко мне, я хочу разглядеть тебя поближе. Малика наклоняется, подается вперед.
Бабушка берет ее за подбородок, поворачивает голову невесты влево, вправо, рассматривает в анфас, в профиль. Затем удовлетворенно кивает. Ну что, подойдет? Конечно, подойдет. Какой может быть разговор? Мы предложили лучшее, что у нас есть. Все весело смеются. Моей маме трудно угодить, но, как видно, невеста пришлась ей по вкусу. Смотри, ну удались. Моя девочка. Поздравляю. От чистого сердца. Спасибо, спасибо. А давайте, прежде чем сесть за стол, все вместе сфотографируем. Правильно, правильно. Надо сфотографироваться на память. Все начинают строиться для общей фотографии. Бабушку размещают в центре, Захид устанавливает фотоаппарат на штатив, затем становится в общий строй. Внимание, приготовились. Захид нажимает кнопку на пульте дистанционного управления, сцену озаряет фотовспышка. Снято. Гости и хозяева расходятся по территории гостиной, бабушка, управляя коляской, подъезжает к стене, на которой висят портреты. Она вглядывается в каждый из них, вдруг замирает, словно что-то увидит. Кто это? Бабушка указывает на портрет человека средних лет. Я спрашиваю, кто это? Это мой дед. Этот человек палач. Воцаряется всеобщая тишина. Мама, ты наверняка путаешь. Его я ни с кем не спутаю. Это ямочка на подбородке. Это родинка над верхней губой. Следователь НКВД Саид Минлибаев. Да, наша фамилия Минлибаев, но... Мой отец был схвачен в 1937 году по ложному доносу. Он умер, не выдержав пыток. Мама, прошу тебя, не надо. Моя мама тоже проходила по тому делу. Ей дали 12 лет лагерей. Мама, ради бога, остановись. Меня отдали в детдом. Когда мама вернулась, помню, мы шли с ней в парке и встретили этого человека. Он поздоровался с мамой, спросил, это дочка? Да, дочка, сказала мама. Он сказал, очаровательная девчушка, и погладил меня по голове. Когда он ушел, мама сказала мне, смотри, этот человек убил твоего отца собственными руками. Я спросила, мама, ну почему же ты с ним? А она, такова жизнь, доченька. Бабушка, закончив речь, отъезжает в сторонку. Она сидит молча, глядя прямо перед собой. Все присутствующие тоже молчат. Ну что же мы стоим? Давайте сядем за стол. Да, дорогие гости, просим к столу. Все присутствующие усаживаются за столом, бабушка остается на месте. Ильдус Хатибыч подходит к ним. Мама, пойдем. Ильдус Хатибыч подкатывает коляску с бабушкой к столу, однако бабушка разворачивает коляску и отъезжает обратно. Извините ее, она очень упрямая. Ильдус Хатибыч садится за стол, Минзифа раскладывает по тарелкам выпечку, чпачмак, пастывы и бадья. Вы кушайте, не стесняйтесь. Все пробуют угощение, кроме Айнура и Маляки. Они сидят молча, не глядя друг на друга. Минзифа разливает чай по чашкам. Ой, какой у вас красивый чайный сервиз. Да, мы его купили в прошлом году в магазине сувениров. Была распродажа, а я смотрю, скидка 50%. Ну, говорю мужу, хочу. Да, и мне понравился такой красивый орнамент. Вот и купили. А вы посмотрите, какие они тонкие. Прям просвечивают. В самом деле просвечивают, и орнамент очень интересный. Вы думаете, там были только чашки и блюдчики? Нет, к ним прилагались еще и ложечки. Да что вы говорите? Да, да, и ложечки. Папа, скажи, что это неправда. Про палача. Папа, что же ты молчишь? Скажи что-нибудь. Маляка убегает к себе в комнату. Извините ее. Девочка переволновалась. Да, тут ведь у нас смотрины как-никак, вот она и... Конечно, конечно, мы понимаем. А давайте я подолью еще чаю. Спасибо, мне больше не надо. И мне уже достаточно. Мы, пожалуй, тронемся. Ну, куда же вы торопитесь? Посидите еще. Начинает темнеть, а я не люблю водить машину в темноте. Глаза уже не те, понимаете? Ильдус Хатибыч и Гульназ Ханам встают из-за стола. Спасибо за угощение. Спасибо, было очень вкусно. Гости прощаются, направляются к выходу. Ильдус Хатибыч катит кресло с бабушкой. Бабушка смотрит прямо перед собой, молчит. Я провожу вас. Гости, а вместе с ними Айнур, уходят. В гостиной остается Захид, Минзифа. Они сидят, молчат. Твою мать, а! Проклятая старуха, вот черт ее принес. Невесту, надо посмотреть, сидела бы дома. Без нее же жили спокойно. Но ведь никто не думал, что так получится. Надо же! А я-то думал, у нас все по-человечески. Свадьбу сыграли как надо, приличные родители, приличный жених. И тут появляется эта старуха, и Но ведь она не виновата. у меня такое чувство, что мне насрали в душу. Ходит Маляка.
Почему вы мне раньше не сказали? Ты о чем? Про деда палача. Вы скрывали от меня. Мы и сами не знали. Вы должны были знать. Откуда мы должны были знать? Откуда, скажи? Я тебе не верю. Доченька, я прошу тебя, успокойся. Я такого и представить не могла. Во мне течет кровь палача. Только вот не надо так сразу, палач. Он выполнял свой приказ. Приказ? Пытать людей приказ? Такие приказы тоже бывают. Да. Но мне от этого не легче. Ну от меня-то ты что хочешь, а? Я что ли пытал? Вы привыкли все сразу на меня сваливать. Кого-то пытали, кто виноват? Папа, кто же еще? Малика подходит к стене, пытается снять портрет. Что ты делаешь? Не трожь. Захид подскакивает к Малике, не дает ей снять портрет, затевается потасовка. Минзифа бросается Успокойтесь, что вы? Уйди, говорю. Малика уходит, Захид и Минзифа садятся, переводят дух. Ну это какой-то ужас. Все было нормально, это еще 2 часа назад. Вот только подумаешь, как у нас все хорошо складывается, какие мы счастливые, гармония, семья, и вот на тебе. Вот нельзя никогда так расслабляться и умиляться, потому что получишь черт знает что. Всегда надо быть настороже. Вот сколько раз я себе это говорила, и вот. Ты не виноват. Никто не виноват. Ты правда не знал? Правда. Я знал, что он работал в НКВД. Но ничего больше. Ведь надо же, а, палач. Ну хоть ты меня не заводи, а? Да что нам теперь делать? А ничего, что мы можем сделать? Входит Айнур, садится. Проводим? Уехали? Поехали. Сидят молча. Сынок, ведь ничего не случилось, да? Ничего не случилось. А и правда, а что могло случиться? Ничего не случилось. Ничего. Завтра будем устанавливать парник. Ты не передумал? Нет, не передумал. Как договорились. Уходит. Вот ты слышишь? Давеча он нас называл мама, папа, а теперь нет. А теперь нет. Свет гаснет. Гул шоссе. Вспыхивает свет автомобильных фар и выхватывает из темноты Малику. Она в белой ночной рубашке, слышится резкий крик, скрип тормозов. Вновь темнота, вновь фары освещают лицо Малики. Визг тормозов, слышится гул приближающегося поезда. Гул нарастает, раздается вой локомотива, свет гаснет. Свет возвращается, та же гостиная, Захид, Айнур, Минзифа сидят и молчат. Захид встает и нервно ходит из угла в угол, затем вновь садится. Почему она ушла? Ты ей что-то сказал? Я ей ничего не говорил. Ничего? Ничего. А о чем вы разговаривали? Мы с ней не разговаривали. Вообще? Вообще. А ты слышал, как она уходила? Нет. Ну, ты должен был слышать, вы же спите в одной постели. Я спал на веранде. На веранде? Да. И кто так решил, она или ты? Это не ваше дело. Зачем ты так с нами разговариваешь? Как я разговариваю? Сам знаешь. Захид, пожалуйста, не кипятись. Главное найти Малику, ты понимаешь? А что я еще могу сделать? Ведь мы обыскали всю округу, все прочесали. Но она же не могла уйти далеко. Ее одежда на месте, я проверяла. Она вышла в ночной рубашке. Моя девочка. Одна ночью, а ночью кто тут только не шастает. Позвони Ренату Назиповичу. Я уже звонил. Он сказал, как появится информация, так он сразу же перезвонит. Да звони. Набирают в телефоне. Да, Ренат, это опять я. Есть новость? Нет? Извини, да, я понимаю. Да, понимаю, заявлять об исчезновении еще рано, да. Ну и ты меня пойми. Ну, здесь особый случай. Кладет трубку. Ну что делать, а? Ну что же делать? Но ведь с ней раньше никогда такого не случалось. Случалось. Помнишь, в детстве она ходила ночью по дому? Да, она ходила. К ней обращаешься, она тебя не слышит. Ну еще дверь тогда наружную закрывали, чтобы она на улицу не ушла. А на утро она ничего не помнила. Так это было давно. Сколько лет уже прошло, она маленькая была. Тонкая, ранимая. Ой, Господи, да она и сейчас ранимая. Даже больше ранимая, чем в детстве. Если бы я знала, что можно ожидать такого, я бы и сейчас дверь на ночь закрывала. Девочка моя, ну где ты? А ну сделай же что-нибудь, не сиди. Что я могу сделать? Что? Снаружи раздается звук, напоминающий крик птицы, вой дикого зверя или голос из потусторонних миров. В задней части сцены появляются бредущие тени. Это опять они. Захид подходит к окну, отворяет его. Пошли вон отсюда! Слышите? Нечего тут ходить. Новую землю они ищут, видите ли. Придурки! Ну ты чего разорался? Они здесь при чем? Закрывает окно, вновь входит из угла в угол, раздается звонок мобильника. Это Ренат. Да. Он сказал, что у них есть информация с камер наблюдения. Какая-то девушка идет по железнодорожному пути, она одета в белое. Это она.
Он сказал, сейчас пришлет фото с камеры наблюдения. Моя девочка, доченька. Да подожди ты, может быть, это не Да она. это она. Говори, не тяни, это она? Она. Дай телефон. О, Господи, она идет прямо по шпалам. А если поезд? Ее надо остановить, ведь она ничего не слышит. Поехали туда Мы немедленно. не успеем. Туда отправилась группа быстрого реагирования. Они Сколько времени им надо, чтобы добраться? минут 10, они уже Господи, вылетели. за 10 минут. Посмотри расписание поездов на этом участке, посмотри. Это Да бесполезно. почему? Потому что в расписании только пассажирские поезда, а там бывает еще и товарные. Она идет по путям, словно ангел. А ты не нашел других слов, чтобы нас поддержать, да? Не нашел? Она и правда ангел, моя девочка, она ангел. Все трое сидят в ожидании и молчат. Захид ходит из угла в угол, Минзифу что-то шепчет про себя, закрыв глаза. Где-то вдалеке раздается гул проносящегося О, поезда. Боже. Раздается звонок телефона, Захид бросается к телефону. Да, Ренат. Спасибо, друг. Да, ты меня прекрасно понимаешь, ведь сам отец. Да, пока. Она у них, скоро ее привезут. Ой, мои молитвы были услышаны, доченька моя. Захид скидывает руки, делает жест, означающий «мы победили, нам повезло», затем успокаивается, садится, на некоторое время воцаряется молчание, Айнур смотрит на портрет, Минзифа ловит его взгляд. Портрет надо снять, Зачем-то. сам знаешь. Захид снимает портрет, уносит в другую комнату, возвращается. Господи, неужели все это происходит с нами? Это какой-то страшный сон. Ну когда он наконец закончится? Никогда. Жизнь есть сон. Ты опять за свое. Это ты говоришь, чтобы утешить нас? И однажды мы проснемся. Эй, ты что вообще несешь? И друг друга не узнаем. Слушай, кто ты вообще такой? Явился в наш дом и... Захид, ради бога, не надо. Мы все не в себе, мы переволновались. О чем? Если тебе нечего сказать, молчи. Умоляю тебя, отстань от него, а ты тоже, не провоцируй его. Все трое молчат, снаружи доносится звук подъезжающейся машины. Это она. Я встречу. Айнур уходит встречать Маляку, Захид порывается идти встречать, но Минзифа жестом останавливает. Пусть встретит. А мне почему нельзя? Да сядь. Я тебе хочу сказать вот что. Сейчас нам надо постараться, чтобы окончательно все не испортить. Ты видишь, как все повернулось? Да, мы не в себе. Но нельзя, чтобы у них все расстроилось. Поэтому не кипятись, умерь свой пыл. Да, согласен. Ты права. Входят Маляка и Айнур. На Маляке поверх ночной рубашки наброшена кофта Айнура, Захид и Минзифа вскакивают навстречу дочери. Маляка, не глядя на родителей, молча заходит в комнату. Айнур идет с ней, Захид и Минзифа смотрят вслед. Свет гаснет. Ночь, полумрак, та же комната, свет выхватывает из темноты Маляку и Айнура. Тебе надо лечь поспать. Не могу. Сон совершенно не идет. Молчат. У меня такое ощущение, что в доме есть покойник. И никто не спит. Да, странное ощущение. И при этом все делают вид, что ничего не случилось. Молчат. Знаешь, во мне словно отключили ток. Я словно себе не принадлежу. Я говорю себе, подойди к нему, обними. Но мои ноги, мои руки не слушаются. Голова дает команду, а тело не может выполнить. Айнур делает шаг навстречу. Не подходи. Меня словно отсекли от тебя непонятным образом. Взяли и отсекли. Айнур садится, прислоняясь к детской кровати. Со мной то же самое. Во мне словно что-то вспыхнуло и сгорело. Напрочь. И ничего не осталось. Что же нам делать? Не знаю. Молчат. Куда ты направлялась? Я не помню. Может быть, ты отправлялась в странствие? Может быть. Но ты рисковала не только собой, но и ребенком. Этот ребенок, в нем сольется кровь палача и кровь жертвы. Он не должен родиться. Ты всерьез? Да. Маляка уходит, Айнур остается. Некоторое время он стоит молча, затем подходит к детской кроватке, разгоняет кроватку, запрыгивает на нее, как в телегу, едет. Затем повторяет это действие, кроватка перемещается туда-сюда по пространству сцены. Из комнаты родителей выходят испуганные Захид и Минзифа. В пижамах. Айнур, ты что делаешь? Еду. Куда? Вы думаете, я знаю? Захид и Минзифа уходят, Айнур продолжает катать кроватку. Свет гаснет. Свет загорается, утро, та же комната, за столом Минзифа и Захид. Пожалуйста, будь внимательным. Не повышай на них голос и не спорь с ними. Не припирайся. Да не собирайся я с ними припираться. Мы должны сделать вид, что ничего не произошло.
Не было этой истории с его бабушкой, не было ночного приключения, ничего не было. Ладно, не было. Хотя я как вспомню, меня всю трясет. Я глаз не сомкнула. Сам пнешь, что мы ночью тут лежим. Этот звук поезда, он преследует меня, звучит в ушах и все. Так, позавтракаем, а потом идите делать парник. Если он еще не передумал. Он обещал. Ты помнишь? Ну, знаешь, после того, что произошло, Мы делаем вид, что ничего не произошло. Они идут. Садятся за стол. Доброе утро. Доброе утро. доброе утро. Кушай, доченька, кушай. Малика берет что-то со стола, откусывает, жует. Налить тебе чаю? Налей. Как ты себя чувствуешь? Нормально. А где Айнур? Он еще спит? Его нет. Что значит нет? Захид подходит к двери, ведущей в комнату молодых, открывает ее, смотрит, возвращается. Его в самом деле нет. Где он? Он ушел. Как ушел? Куда ушел? Вообще ушел. Что значит вообще? Навсегда. Эти заявочки. Получается, он тебя бросил? Нет, это наше общее решение. Послушай, чтобы такое решение принять, нужны годы, понимаешь? А вы за одну ночь решили. Так не бывает. Бывает. Но это неправильно. Семья не должна распадаться. Вы сделали это не подумав. Да-да, обычно так и бывает. Расходятся сгоряча, а потом локти кусают, а возврата нет. Семья разрушена, ты понимаешь? Я спрашиваю, ты понимаешь? Понимаю. Так, знаете что? Не надо нагнетать, ладно? Еще не все потеряно. Но это обычная ситуация, такое случается в молодых семьях. А на самом деле ничего еще не потеряно. Вот давайте сейчас вместе подумаем, как все исправить. Конечно, ничего не потеряно. Давайте подумаем. Не надо ничего думать. Все обдумано, все решено. Ну надо же. Еще вчера мы мечтали о большой дружной семье, и вот на тебе. А ты подумала, как ты будешь жить без мужа? Ребенка растить без отца? Ребенка не будет. Что? Как это? Вот так. Я так решила. Доченька, да ты что такое говоришь? Ну ведь так нельзя, это невозможно. Ведь мы так обрадовались, мы кроватку купили. Кроватка не пропадет. Папа найдет ее применение. Копается в телефоне. Что можно сделать из детской кроватки? Смотрим. Убойную дачную скамейку, ограждение для клумбы, садовую калитку. Хватит! Ты меня просто убиваешь, ты в своем уме, ты что вообще? Не приставай ко мне. Малика уходит, Захид и Мензифа молчат. Да, такого захода мы не ожидали. Что делать, я ума не приложу. Они решили, что тут делаешь. А знаешь, что мне хочется? Хочется выйти в ночной рубашке и пойти по шпалам, вперед. А если поезд? Да плевать, у меня такое ощущение, что на нашу жизнь наехал поезд и все снес, все. Мы сами не понимаем, мы живы или нет. А я вот не понимаю, при чем тут ребенок? Чем он ей помешал? Да все ты прекрасно понимаешь. Это все ваша чертова семейка. Вот черт меня дернул с тобой связаться. Не надо так. Не надо. Вот если бы я знала, вот если бы я знала. Ну, зря ты, не надо так. Не Так, надо. надо что-то делать, чтобы спасти ребенка. Ты видел, что она задумала? Ну, не знаю. Давай скажем, что мы отказываемся. Ну да. Родители отказываются от дочери. И тогда она чиста. Да, мы от нее откажемся. А так можно? Хрен его знает. Да нет, это не подойдет. Почему? Ну, она знает, что она твоя дочь. Документы документами, а кровь, которая в тебе течет, это правда. Мы скажем ей, что она нам не родная дочь. Мы взяли ее из детдома. Да, нам очень больно об этом говорить, прошло много лет. И пришло время сказать правду. Да, мы понимаем, какой это для нее удар, но такова жизнь. Она нам не поверит. Она 100 раз видела фотки, как ты встречаешь меня из роддома. Ты даже бирку сохранил, которую привязывают к ножке ребенка там в роддоме. Она нас в раз раскусит. Да, врать мы не умеем. Ой, точно не умеем. Надо же до такого додуматься. Отказаться от собственной дочери. Похоже, мы сходим с ума. Похоже, да. Свет гаснет, свет выхватывает из темноты молодую женщину, молодого мужчину. Они одеты в костюмы 30-х, 40-х годов. Звучит музыка той эпохи. Они танцуют, он перемещается по сцене. Они грациозные и воздушные. В задней части сцены возникает офицер НКВД, появляется и исчезает. С конца в конец сцены приезжает бабушка в инвалидном кресле. Свет гаснет. Свет загорается, комната в доме родителей Айнура. В комнате Ильдус Хатибыч и Гульназ Ханум. Он весь день лежит лицом к стене. Ни на что не реагирует, не ест. Я ему говорю: сынок,
Хоть чай попей. А он: спасибо, мама, не хочу, так и лежит. Да, ситуация тяжелая. Поговори с ним. Он всегда тебя слушал. Ты все-таки отец. И что мне ему сказать? Убеди его вернуться к ней. Ну, как я могу убедить его? Сама подумай. Видишь, как все сложилось. Опять мама ее звонила. Она говорит, Малика решила избавиться от ребенка. Да, все зашло слишком далеко. Поговори с ним. Ты должен. Не можем же мы вот так сидеть, сложа руки. Может быть, потом мы будем проклинать себя, что ничего не сделали. Ильдус Хатибыч молчит. Гульназ Ханым направляется к комнате, приоткрывает дверь, говорит в открытую дверь. Айнур, сынок, выйди, пожалуйста, папа хочет поговорить с тобой. Отходит от двери, ждет через некоторое время из двери. Появляется Айнур. Гульназ Ханым уходит, чтобы оставить отца и сына вдвоем. Ты как? Нормально. Сядь. Тебе надо вернуться к жене. Я не вернусь. Почему? Ты знаешь. Я понимаю твои чувства и ее. И эта история с моим дедом, она вас очень задела. А тебя не задело? Конечно, задела. Еще как. Ты всего этого не знал? Знал, но не знал деталей, фамилий. Знаешь, такое было тогда время. К этому надо относиться с пониманием. С пониманием. А если я не хочу понимать? Даже если я скажу тебе, да, понимаю, на самом деле я ни хрена не понимаю. Подожди, не кипятись, успокойся. Я расскажу тебе один случай. Он никак не связан с моим дедом. Тогда мне, наверное, было столько лет, сколько тебе сейчас. Мы с одним моим приятелем болтались по городу. Была весна, и было хорошо болтаться по городу. Просто так. И, может быть, мы куда-то шли, но я не помню куда. Да это и не важно. И вот мы идем. И мой приятель говорит, вот здесь, в этом доме, живет мой знакомый художник. Давай зайдем проведаем. Я говорю, давай. И вот мы заходим к художнику. Он нас встречает, предлагает чай. У него по всему дому разбросаны картины. Законченные, незаконченные. Потом он показал нам одну картину. Он сказал, вот только что ее закончил. Я эту картину запомнил очень хорошо. Она и сейчас у меня перед глазами. Представь, за столом сидит группа людей. Мужчины, женщины. Они обедают. На первый взгляд ничего необычного. Но если присмотреться, видишь их в их позах какое-то напряжение. Во взглядах какую-то недосказанность. Но это если присмотреться. Я спросил художника, как называется эта картина? И он ответил. «После казни». Да, так называется картина. И тогда я понял, в чем там дело. За столом сидит палач и родственники казненного. И все делают вид, что ничего не произошло. Подайте, пожалуйста, салатик, спасибо. А как замечательно все приготовлено, как вкусно. Но все читается на их лицах. Ужас и смирение. И даже скорее не это, а желание все это скрыть. Ты понимаешь? В то время мы очень много спорили, что такое национальное в искусстве. Подразумевалось, что там должны присутствовать тюбетейка, ичиги, чак-чак, самовар. Задавали вопрос, можно ли в нашей живописи обнажать женщину? Не противоречит ли это традиции? А меня однажды вдруг осенило. Вот оно, национальное в искусстве. Это самая картина после казни. В ней все сказано. Мы прощаем палачам. Мы садимся с ними за один стол. Мы делаем вид, что ничего не было. Это наша жизнь. Это наша ментальность. Мы все стерпим. Делай с нами, что хочешь. Стать палачом? Станем. Стать жертвой? Станем. Все забыть? Забудем. Еще спасибо скажем. Поклонимся в пояс. Что изволите? Ты врешь. Это не так. Мы не такие. Такие. Ты этого еще не понял, но со временем поймешь. И примешь как есть. Никуда не денешься. Убийственный сценарий. Но я тебе хочу сказать вот что. Да, это абсурдно. И жизнь полна абсурда. И с этим надо смириться. Смириться? Да. Надо принять это и смотреть на все философски. По большому счету, наше существование – иллюзия, понимаешь? Все, что мы называем жизнью, оно нереально. А знаешь, что на самом деле реально? Что? Любовь. Если ты ее любишь, вернись к ней. Понял? Вернись. Айнур вместо ответа молчит, затем встает, уходит к себе в комнату. Входит Гульназ Ханым. Как ты здорово сказал. Реально только любовь. Надо ж так закрутить. Ты слышала, да? Ой, мне бы такое сказали, я бы в припрыжку побежала. Ты думаешь, он к ней вернется?
Из своей комнаты появляется Айнур, Ильдус Хатибович и Гульнас Ханым оживляют. А что с картиной? Какой картиной? После казни, что с ней было дальше? Ее кто-то купил, но не под этим названием. Она висит в чьем-то доме и называется «Воскресный обед» или что-то вроде того. Понятно. Так ты вернешься к ней? Нет. Айнур уходит к себе в комнату. Ты его не убедил. Ты видела, я пытался. Что будем делать? Не знаю. Остается одно. Что? Поговорить с твоей мамой. И что мы ей скажем? Надо убедить ее отказаться от своих слов. Про следователя, который пытал. Она должна сказать, что ошиблась. Она ни за что не согласится. Ты что, не знаешь мою маму? Надо попробовать, другого выхода нет. Это невозможно. Возможно. Тебе что, плевать на своего сына? Конечно, не плевать, но... Я пошла за ней. Стой! Гульнас Ханым садится рядом с Ильдусом Хатибовичем напротив бабушки. Мама, мама, мы хотим с тобой поговорить. Это она хочет с тобой поговорить. Айнур вернулся домой. К нам. Он ушел от жены. Ты знаешь об этом. Это после того, как мы у них побывали. И ты увидела там портрет. И Айнур теперь дома. Он лежит у себя в комнате и не выходит. У нас к тебе просьба. Скажи, что ты обозналась. И ты имела в виду другого человека, а не того, что на портрете. Пойми, распалась молодая семья, и это плохо. В последнее время я плохо сплю. Мне кажется даже, что я вообще не сплю. Но временами я словно отключаюсь. Это не сон и не явь. И тогда меня посещают мои родители, мама и папа. Они приходят ко мне все чаще и чаще. Не знаю почему. Наверное, они хотят сказать мне, что скоро мы встретимся. Мама, мама, пойми, сейчас все зависит от тебя. Они являются ко мне. Они молодые. Я все время думал, наши близкие, те же, которые там. Каков их облик? В каком они возрасте? Юные они или старые? Мой отец является мне молодым. Понятно почему? Он ушел молодым. Но мама, она ушла старенькой, но приходит ко мне молодой. Почему так? Теперь я знаю. Они там в самом прекрасном своем возрасте. Мама, мы тебя очень просим. Айнур ушел от жены, но это еще не самое худшее. Малика хочет прервать беременность. И сейчас только ты можешь все исправить. Мы тебя прекрасно понимаем. Ведь ты должна будешь соврать. Для тебя это очень тяжело. Но пойми, ты спасешь будущую жизнь, мама. Помоги нам. Мне было тогда, наверное, 3. Мы пошли в городской парк. Был воскресный день, и там было много народу. Папа посадил меня на плечи, и я смотрел на мир сверху. Мама шла рядом. Мы идем, они о чем-то говорят и смеются, а я словно медленно парю над землей. Затем мы услышали музыку. Играл аккордеон. Потом меня посадили рядом с музыкантом. И они с мамой начали танцевать. Она в легком летнем платьице, он в светлой рубашке и белых брюках. Они так и остались в моей памяти. Изящные, легкие, словно воздушные. Сколько им тогда было? 20 с небольшим. Юные создания. Они любили друг друга. Папу я больше уже никогда не видела. Его забрали вскоре после этого. А маму я больше не увидела молодой, потому что из лагеря она вернулась уже другой. Но в моей памяти они оба молодые. Мама, ты поможешь нам? Мама! Бабушка вместо ответа разворачивает кресло и уезжает в свою комнату. Свет гаснет, воцаряется темнота. Загорается точечный свет, из темноты возникает бабушка, она сидит в своем кресле, на сцене появляется Айнур, он садится возле ее ног, прислоняется лбом к ее коленям, сидит, затем встает и уходит. Звучит музыка 30-х годов. На сцене появляются танцоры-танцовщицы, они танцуют, перемещаются по сцене легкие, стильные, воздушные. Бабушка смотрит на них, танцоры-танцовщицы прекращают танец, в задней части появляются тени идущих людей. Звук из неведомых миров слышится некоторое время и вскоре затихает. Гостиная в доме родителей Малики,
Минзифа раскатывает тесто скалкой. Ритмично заходит Захид, садится рядом. Знаешь, что я думаю? Ну вот наша жизнь. Вроде думаешь, что как ты на нее влияешь, управляешь ею. А на самом деле ни хрена ты не можешь вмешаться. Смотришь только как дурак со стороны и все, а сделать ничего не можешь. Хватит ныть. И живешь, делаешь одно и то же. Потому что так привык. И вообще, жизнь это привычка. Привык жить и все, а отвыкнуть трудно. Что ты несешь? Хватит уже. Да, привычка. Непонятно, полезная эта привычка или вредная. Ты бредишь? Да. Дай побредить спокойно. Имею я право бредить? Тогда бредь один. Нет, я буду бредить с тобой. С тобой бредить лучше, чем одному. Ой, ладно, тогда продолжай. Раздается звонок. Кто этот? Мы никого не ждем. Пойду открою. Уходит, возвращается. Они попросили открывалку для консервов. Кто они? Странники. Ну, те, кто идут за Мусой Давлетовым. Они расположились на нашей лавке и сделали привал. Когда они уже наконец угомонятся. Захид достает из комода открывалку, берет ее, уносит к странникам, возвращается. Что они сказали? Они сказали спасибо. Ну вот как думаешь ты, найдут они новую родину или нет? И откуда ж я знаю? А то если им придется искать ее всю жизнь. Может и придется, они же сами на это решились. Их никто не заставлял. А мне вот что интересно. А вдруг они будут странствовать, идти вперед, пройдут 1000 дорог и вернутся сюда же? И что? И скажут, это наша новая родина. Они уж и забудут, откуда ушли. Нет, вернее нет. Это будут уже их дети, которые родились в странстве. И они просто не будут знать, где их прошлая родина. Это сколько ж надо странствовать, чтобы такое случилось? Ну, лет, наверное, 70 или больше. Слушай, откуда ты взяла в это число 70? Ниоткуда, просто назвала и все. Минзифа продолжает катать скалкой по доске, раздается звонок. Опять они что? Что им надо еще? Откуда я знаю, что им надо? Захид открывает дверь, входит Айнур. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, Айнур, здравствуй, проходи. Айнур, прими наши соболезнования. Мы очень переживали, когда узнали о смерти твоей бабушки, и для нас это было очень неожиданно. Да, вроде только с ней познакомились, вот на тебе. Хотя наше знакомство не назовешь приятным. А как все случилось? Нам сказали, она умерла ночью на улице? Да, она выехала из дома ночью в своем кресле и поехала. Куда же она направлялась? Никто не знает, может быть, она была не в своем уме. Она проехала метров 300 до перекрестка, у нее остановилось сердце. Она так и осталась на тротуаре возле перекрестка, пока ее не нашли. Это очень печально. Бедная бабушка. Вечером, незадолго до этого, она позвала меня к себе и кое-что сказала. По поводу того случая с портретом. Она сказала, что была не права. В смерти ее отца виноват другой человек. Ваш дед ни при чем, и она просит у вас прощения. Черт возьми, что же это, а? Это как, Значит, как это, неужели значит, все нормально, значит... А мы тут уже совсем... уже и думать не думали? Да, дорогая, оказывается, все так просто. Я поначалу ей поверил. Поверил, что она ошиблась с портретом, но потом понял, никакой ошибки нет. Она вынуждена врать ради меня, чтобы я вернулся к жене. Она хочет, чтобы наш ребенок увидел свет. Бабушка прежде никогда не врала, а вот теперь пришлось в самом конце. И вот я пришел, вернулся. Так хотела она. Уходит в комнату. Твою мать, а? Сумасшедший дом. Мне интересно, это когда-нибудь кончится или нет? Мне вот очень интересно. Не одно, так другое. Словно с нами кто-то играет. Знаешь так, а сделаю-ка я им еще один сюрприз. Пусть им будет не скучно. Вот мне интересно, что будет дальше? Что он еще будет, а? Выходит Малика. Малика, ты чего? Зачем он пришел? Его никто не звал. Вот, не скучно. Очень даже не скучно. Малика, он пришел ради тебя. Не надо было ему приходить, пусть уйдет. Малика, ну так нельзя, иди, пожалуйста, к мужу. Я не пойду к нему. Вот, можно сказать, даже весело, веселее не бывает. Малика, иди, я прошу тебя, ты должна. Ничего я не должна. Ты пойдешь к мужу сейчас же. Вставай. Нет! Пойдешь, я сказал. Захид, прошу тебя, не надо, доченька, ну слушайся папу. Захид, ты делаешь ей больно. Пойдешь. Захид замахивается на дочь, Айнур подходит к Захиду, перехватывает его руку.
Захид отступает, Айнур помогает Малике подняться, берет ее за руку и уводит. На сцене остаются Захид и Минзиф, они приходят в себя. Слушай, что это было, а? Я впервые в жизни замахнулся на дочь, ничего не понимаю. Я слетел с катушек. Мы все слетели с катушек. Чем все это Да закончится? хрен его знает. Свет гаснет, загорается точечный свет, выхватывает из темноты Малику Айнура, они сидят рядом и молчат. Зачем ты пришел? Так захотела моя бабушка. Бабушка? Да. Мне сказали, что она умерла на улице. Куда она направлялась? Никто не знает. А ты куда направлялась в тот раз ночью? Никто не знает. Наверное, вы отправлялись в странствие. И ты, и она. Наверное. Перед тем, как уйти, она позвала меня к себе и сказала, что у нее есть просьба ко мне и к тебе. Она хочет, чтобы мы разучили с тобой один танец, специально для нее. Но ведь ее больше нет. Да, но ее просьба осталась. Ты Малика готова? подходит к нему. 2 шага влево, поворот. 2 шага вправо, поворот. 2 шага назад. Их танец постепенно становится уверенней. Через некоторое время они останавливаются. Я хочу поговорить с ним. С кем? С ним. Нет. Последний раз я поговорю с ним. Можно? Ладно. Сын мой, как ты? Что он говорит? Он говорит, что все прекрасно понимает. И он хочет жить. Очень хочет. Он страшно хочет жить. Он неимоверно хочет жить. Музыка, он и она начинают танцевать. Свет гаснет. Свет загорается, Малика и Айнур продолжают танцевать. Их танец теперь безупречен. На сцене появляются Захид, Минзифа, Индус Хатибович, Гульнас Ханум. Они садятся рядом на стуле и молча наблюдают. Айнур и Малика останавливаются. Музыка стихает. Вы хотели, чтобы мы были вместе. Мы будем вместе. Нас больше ничто не разлучит. Мы уходим. Уходим за Мусой Давлетовым. Искать новую родину. Доченька, да как же так? Ну вы что, с ума сошли? Мы так решили. Да, мы оба так решили. Сынок, не надо этого делать, это безумие. Ну, как это можно? Вот так все бросить и отправиться неизвестно куда. Не бойтесь за нас. Все будет хорошо. Прощайте. Прощайте. Мы вас любим. Постойте, а что же будет с ребенком? Наш ребенок родится в странстве. Не переживайте за него. Доченька, Сынок, остановите же их. Не надо их останавливать. Они так хотят. Это их выбор. Айнур и Малика уходят, на их пути возникают танцоры, танцовщица, офицеры НКВД, проходят и исчезают в дымке. Айнур и Малика идут дальше и сливаются с идущими тенями, слышится звук с неведомых миров. Занавес. Друзья, давайте перед тем, как мы начнем обсуждать этот текст, спросим у Салавата. Я так понимаю, что Салават работает, кроме прочего, сценаристом. И
по этому тексту, потому что здесь... Нет, все работает. Потому что здесь очень много каких-то визуальных, можно даже сказать, киношных приемов. Салават, расскажите, как вообще родился этот текст, как вам пришла идея? Хорошо. Сейчас. Однажды в интернете вот мне попалась информация. Один молодой человек решил вот насчет своего репрессированного деда, расстрелянного, раскопать информацию. Вот. Он пошел в архивы, значит, КГБ, там его не пускали, он там все равно добивался. И в конце концов, после вот долгих мытарств, он нашел все материалы. Вот. Там все подробно, кто вел допросы, кто чего. И он размещал это в интернете. Вот. И вдруг ему приходит письмо. Значит, пишет ему одна девушка, и она пишет, что вот смотрела эти документы и обнаружила там своего деда, и он палач. Вот. Для нее это подействовало, в общем, не знаю как, очень серьезно. И вот она решила ему написать, а сказать нечего. А что, она должна прощения, что ли, просить? Или что? И вот возникает какая-то вот странная ситуация вот между двумя этими людьми. И вот тот, вот этот как бы главный герой, который все это искал, он пишет ей письмо: ну, спасибо вам, что вы мне написали, вот, вы молодец, что мне написали. И у меня вот возникла такая мысль: это хороший сценарий для кино. Если вдруг эти два человека встретятся, да? Если завяжутся какие-то отношения, они могут друг другу понравиться, но вместе с тем что-то висит такое, что-то висит. Вот. Но сценарий не получился, ну, как-то, может быть, не пошел, а вот как-то пьеса вот эта родилась. То есть сначала вы пытались эту идею оформить в виде сценария, на самом Не деле? то, что пытался, просто вот была такая мысль, вот получился бы хороший сценарий. На самом деле это даже некоторый тренд работы с исторической памятью в современных триллерах. Я видела несколько триллеров, которые используют какую-то тему исторической травмы примерно похожим образом, как и вы в этом тексте, для того, чтобы вот оправдать, ну, некое зло, да, ну, например, не знаю, существует какой-нибудь зловещий дом, какой-то призрак, и потом герои открывают, что смысл, не знаю, этого призрака — это какие-то неупокоенные души, не знаю, польских евреев, предположим, которые когда-то были из этого дома своего там родного выгнаны, да, и вот как бы их память таким образом в виде какого-то зла врывается в повседневную жизнь современных героев. И в этом смысле такая форма действительно подходит для работы с исторической памятью. Мне кажется, здесь есть две вещи, которые интересно обсуждать. Это тема и форма. Если говорить про форму, то она довольно интересная. Это такая притча, которая притворяется триллером. То есть, с одной стороны, у вас есть все элементы триллера формально, какая-то интрига про странную бабушку. Еще даже когда мы не знаем историю, которая вскрывается про там, деда НКВД, мы уже на самом деле чувствуем, что бабушка что-то нам такое странное сулит. Внук тоже ведет себя немножко, он такой сказочный какой-то, он тоже ведет себя, он говорит загадками, он очень говорит метафорическим языком. И тоже вот как будто бы сулит что-то странное. Звуки эти, да, абсолютно такой прием чисто из триллера. Но потом вдруг выясняется, с моей точки зрения, что это на самом деле никакой не триллер, потому что зло оказывается реальным и бытовым, а это притча. То есть это такая реальная история, но они все немножко при этом сказочные. Исторической памяти решают как сказочные персонажи. Спасибо большое. И, конечно, тут форма, да, неразрывно связана с этой темой. Они все пытаются
разобраться с этой исторической памятью, с которой, мне кажется, мы тоже, в общем, до конца современные. Это очень современная история. Многие из нас не разобрались ни на государственном уровне, не разобрались ни на личном. И, как мне кажется, в итоге не разбираются. Но, может быть, есть какие-то альтернативные мнения. Кто-то хочет, может быть, уже сформулировал впечатления свои после читки. Хорошо, тогда я задам, наверное, вопрос к автору. Вот как вам кажется, стратегия поведения внука и его возлюбленной? Вы сознательно сделали... Я это считываю как обе семьи, которые на самом деле игнорируют эту память только по-разному. Да? Семья девушки игнорирует ее, потому что это какая-то страшная правда про родственника. И вот есть этот портрет деда, и лучше бы не знать, что он был. И даже когда второй раз... как еще раз звали главного героя мальчика Айнур? Да, когда Айнур приходит к отцу Малике и говорит, что бабушка, значит, что-то напутала, он очень радуется. Но это же не означает, да, что дед не был НКВДшником, может быть, другой НКВДшник. Он очень радуется, потому что для него это просто возможность закрыть для себя дверь этой памяти и вообще с этим не разбираться. Но одновременно с этим, когда я смотрю на стратегию того, как с этим разбирается семья молодого человека, мне кажется, это тоже побег от этой памяти. Потому что на самом деле он предает Малику, он как бы навешивает на нее грех ее деда, уходит, и не хочет разбираться с тем, в какой растерянности они оба на самом деле оказываются, столкнувшись с этой историей. И его семья тоже в некотором роде занята тем, чтобы как-то откатить эту вскрывшуюся правду, а не поговорить о ней. Вот это было осознанно? Да, ну я немножко по-другому скажу. Дело в том, что здесь на самом деле можно назвать это даже по-другому. Не то, что они стараются забыть, и просто сесть вместе за один стол родственникам палача и самому палачу, это совершенно естественное оказалось явление. И не то, что просто забыть, понимаете? Сделать вид, что этого не было вообще. И не случайно там возникает вот эта картина, которая называется «После казни», когда все сидят за одним столом. И тут и молодые здесь, которые уходят в странствие в итоге, они не то, что не хотят разбираться, копаться в историческом прошлом, они это вообще не принимают. Они вот эту систему, где палач сидит рядом с жертвой и ничего не происходит, да, они эту систему не принимают вообще. Да, это побег от реальности в некотором роде. Они отвергают эту систему. Поэтому и здесь возникает новая родина. Вот, как бы такое мифическое новая родина. А вы вот как, не как автор, да, потому что есть отношение автора к персонажам, а есть человеческое отношение к тому, как эти персонажи действуют. Вот вы как автор, вам кажется, что это решение, это все-таки побег от реальности, или вы действительно верите, что они могут эту некую новую родину найти? Нет, я на их стороне совершенно, потому что новое поколение, оно не принимает на самом деле эту систему. Оно не принимает. Старшее поколение, да, оно скажет, они стараются это запрятать, сделать вид, что ничего нет. Если, значит, прикажут, то опять кто-то станет палачом, а кто-то жертвой. Но да, ведь... это старшее поколение такое, не надо это скрывать. Вот. А новое поколение этого не принимает. Причем ведь новое поколение, оно, знаете, вот насколько оно разное. Мы вот с Ильгизом едем, нас встречал мой сын, он моложе Ильгиза на 5 лет. Ильгиз говорит, это уже вот новое поколение, а не другие. Понимаете? Моему сыну 29 лет. Значит, в интернете читаю, один там блогер пишет, ему 25 лет.
Я не понимаю вот этих 17-летних. Это совершенно другое поколение. Мы говорим на разных языках, понимаете? Вот. Но при этом в середине сюжета они как бы очень искренне верят в постулат, что ну, дети должны отвечать за грехи отцов. Нет, они здесь вот как раз, они не отвечают. Никто не собирается каяться. И нет плохих людей. Нет, молодые просто это не принимают. Они просто вот на физическом уровне они этого не принимают. Но Малика, да, у нас есть Малика все-таки, которая действует и произносит фразу довольно такую притчу: «В моей крови течет, значит, да, мой ребенок будет нести в себе кровь палача и кровь жертвы». Да, ну это есть, но вот она не принимает этого, понимаете, чтобы в ней это сошлось. Так же, как они не принимают, что они могут сидеть за одним столом. Палач и жертва. Давайте, наверное... Когда ты подняла этот вопрос, я сразу вспомнила, значит, репетиции над другим проектом. Потому что сейчас вот эта тема, она в театрах, как сказать, довольно популярна. Чувство вины, обязаны ли поколения нести чувство вины за содеянное их предками. Да? Там, у кого-то дед был палачом, а у кого-то, значит, бабушка была жертвой этого палача. Вот мы когда разбирали эту пьесу, мы взяли 3 темы. Ну, то есть сначала мы взяли 2 темы. Это тема традиционной семьи такой, татарской, которая очень похожа там на среднеазиатскую, откуда я родом, да, которые чтят свои традиции, уважение к предкам своим. Вот. И так у них сложилось, так у них повелось, и они как бы эти традиции соблюдают. Вторая тема, которая выходит из первой, это бабушка, которая жила всю жизнь в мыслях там, о своих потерянных родителях, жила и настолько жесткая, то есть она представительница того режима тоталитарного, репрессированного, вот, которая всю жизнь с этим жила и достаточно скупа на вообще проявление каких-то чувств, вот все время где-то там. Вот. При этом ее дети принимают ее, но это не означает, что они как бы взросленные, хотя там при совке, что они как-то дальше продолжают вот культивировать вот это осуждение того, что было тогда, в ее периоде взросления. И молодые ребята, которые в принципе не принимают сейчас жестокости. Вот спросите у любого ребенка что-нибудь чуть на повышенной интонации, а уж тем более расскажите ему, там, что кто-то кого-то обидел. Вот мой ребенок, он не верит в это, он удивляется, почему так происходит. И вот это появилась третья тема, что родители оказались заложниками 2 ситуаций. То есть когда они между тем поколением людей из бабушкиной среды и этим поколением молодых людей из среды своих детей. То есть они оказались заключенными, когда они на переходе. То есть мы вроде рождены в старых традициях, но при этом мы еще и к новым не привыкли, но мы должны с ними мириться. Вот. И поэтому для меня уход ребят, скажем, в путешествие, в странствие, это не уход от реальности сегодняшней, а желание вообще создать иную реальность, где таких категорий хорошо-плохо не существует. Вот. И это нормально, что они не хотят нести ответственность за проступки своих предков. Да, но мне кажется, что в тексте-то как раз
внук, и это очень очевидно здесь проявлено, и для меня в этом какой-то есть интерес, потому что я до конца не понимаю персонажа Айнура. Он действует согласно какой-то модели мировоззрения своей бабушки. Он очень любит свою бабушку, и как будто бы эта бабушка для него важнее, чем Малика, потому что возвращается он тоже после разговора с бабушкой. Уходит он, получив эту информацию, и возвращается. И он как будто бы, ты права, да, родители находятся между двумя поколениями, но эти поколения как будто бы оказываются друг к другу, если брать, по крайней мере, модель отношений Айнура и бабушки, ближе, чем Вот, здесь он фишка в и том, родители. Здесь фишка в том, что уважение-то в семье к своим предкам, оно само по себе всегда культивируется в наших семьях. Поэтому это как раз вот то, что потом говорится про картину, ну, мол, типа, когда, если ты любишь, ты вернись. И у него был как бы выбор. Я как бы люблю и тех, и других, но будущее все-таки за тем. Мне кажется, здесь вот это. Я бы спросила актера, который играл Айнура, как он своего персонажа понял и как он мотивации своего персонажа внутренне себе присваивал. Ну, здесь много говорилось про системы, да, и какое-то... Как мне кажется, что, во-первых, эта ситуация могла бы и не возникнуть, если бы не было родителей, семьи и так далее. То есть, если, например, Айнур и Малика, они находились бы в отношениях, и вдруг этот факт вскрылся бы, и не было бы этого давления и как некой призмы со стороны вообще, в принципе, родственников, может быть, и не получился бы такой накал страстей. Ну, то есть, понятное дело, что это бы не воспринялось как-то легко, но я не думаю, что случился бы прям такой бум и вообще пьеса. Да? И как раз мне кажется, что за счет того, что есть родители, есть уважение, и мы понимаем, как все к этому относятся, и самое главное, бабушка как к этому относится, то он просто не может на это не реагировать. Он вроде бы понимает, что, ну, камон, ну, я не имею к этому отношения, но почему, ну, я не могу, как? И их разрывает, они как будто бы не могут быть вместе просто вот поэтому. И потом за счет перипетий, за счет всех вот коллабораций, которые у него происходят, за счет разговора с отцом, за счет потом разговора с бабушкой, которая все-таки решается ему соврать, и он прекрасно знает, что она никогда не врет. И потом, ну, получается же, она кончает жизнь самоубийством, да? И это все на него влияет. Это как бы... Из-за чего это все случилось, с моей точки зрения, я не утверждаю, что я прав, из-за чего это все случилось, из-за этой призмы и из-за родственников. Сами же родственники и помогли этому разрешиться, конфликту. То есть бабушка, получается, здесь выступила в роли палача, когда обнародовала... Наргиз, да, микрофон здесь, пожалуйста. Ну вот из того, что говорит Артем, бабушка, выступив в роли палача, как бы определила его дальнейшее поведение. Да, я об этом и говорю, что мне очень интересно, что в некотором роде пассивная такая мистическая бабушка более активна, чем Айнур, который заявляется, ну там, вот если это считать первым актом в начале пьесы, как очень на самом деле такой смелый парень, который провоцирует родителей, который шутит, такой немножко мальчик Аладдин, сказочный, он говорит всегда какими-то красивыми метафорическими историями, он очень активный, а потом вдруг он попадает под каток, да, этой истории, и он в некотором роде бездействует. Сначала за него решает Малика, которая довольно ярко провозглашает, что ребенок не может появиться в этой ситуации, а потом бабушка. И не он приходит к бабушке, а бабушка приходит к нему. Вот это мне очень интересно. А что нам скажут родители? Я тут добавлю, да, нет, Айнур, он в итоге, он принимает решение, он берет ответственность на себя. Он после этого танца, он убеждает, он ее возвращает. Он возвращает свою любовь и находит единственный выход.
Надо отправиться сказать, я в абсолютно в этот момент понимаю Малику и ее желание, в общем, выгнать этого молодого человека из дома. Но он ее возвращает. Он принимает решение, он берет на себя ответственность. Что скажет родитель? Ну, собственно, все вы и сказали-то на самом деле. Ну, что поступает? Тут ситуация... Что делает бабушка, если так разбирать по гамбургскому счету? Бабушка, в принципе, занимает место того самого дедушки-палача. Она что делает? Она говорит, ваш дед палач, он убил моего отца. Я вам об этом говорю, и вы теперь с этим живите. Хотя она видит. Внук, и у него счастье рушится. Она что делает? Она именно это и Да, делает. да, тот факт, что она жертва, не делает ее, в общем, положительным и милым Да нет, персонажем. она уже не жертва, конечно. они меняются местами. Они моментально меняются местами. Все просто. Конечно, тут же ребенок, тут же как бы... А что с молодыми происходит? Они взрослеют. Все вот правильно, как говорит Салават, уважаемый автор. Он взрослеет, он в этот момент принимает взрослые решения. Он говорит, все, ребята, я все понимаю. Бабушка умерла, да, я понимаю, почему она умерла, что она сделала, как, почему. Но мое решение, вот после разговора с отцом, мое решение такое, мы будем жить, у нас будет семья, у нас будет ребенок. И этой девочке говорит, девочка, пойдем со мной, доверься мне, я тебе все сделаю. Все. Он взрослеет, он вступает во взрослую жизнь, где есть и зло, и добро, и плохие, и хорошие. Ну, не бывает же абсолютно, мы же все прекрасно понимаем, не бывает абсолютного добра и зла. Поэтому но мне кажется, что в этот вот момент взросления такой жесткий, это действительно конечно, история про взросление. жесткий момент взросления. Но меня именно пьеса не убедила в том, что Айнур все же повзрослел, потому что вот это, с одной стороны, я понимаю, что в этом есть какая-то своя сила, да, это открытый финал, и мы действительно можем его прочитать по-разному. Возможно, автор это сделал поэтому, но на самом деле Айнур все же возвращается со словами бабушки, да, и у него нету какого-то маленького монолога, в котором он говорит о том, что я беру ответственность. Есть же очень важный момент, когда он говорит, бабушка мне никогда не врала. В этот момент я знаю, что она соврала. Но тем не менее я вернулся. Да, но он вернулся, потому тем что не так менее, хочет я моя бабушка. Потом он говорит, это тоже, и это важно, Нет, и это важно. Да. Вам кажется, что это Ну, не конечно. его внутреннее ощущение? Нет, это конечно, конечно. У меня в этот момент возникает вопрос к этому персонажу, Нет, честно скажу. Все понятно. А с родителями, если вопрос к родителям, возвращаться к родителям, а что? Ну, они оберегают своих, они родители. Нет, они тактика берегут своих родителей. детей. Родители вообще в Они самом очень бытовом понятны существовании в этом тексте. Если бабушка и внук, они где-то притчевые, то как раз родители со стороны Малики, они прям вот очень бытово, понятно выписаны. У них действительно очень четкая цель. Да. Они, в общем, постоянно спасают в той или иной степени свою дочь. С ними действительно все понятно. Так Но же, как и родители. но мотивация Айнура все Его. же конкретно для меня остается в каком-то моменте загадочной. Может быть, кто-то хочет высказаться, и кто-то, может быть, распаковал какие-то смыслы, которые мы тут еще не распаковали. Это очень интересно. Можно я Конечно. минутку еще добавлю про бабушку, что она, конечно, выложила это все, и она вот как палача, но она все-таки внуку дала вот эту какую-то как бы удочку, чтобы из этого выйти. Она рассказала, она попросила его Ну да, перед смертью перед она все смертью, же поговорила с ним. Да. про танец. То есть она предположила, что он придет, и они станцуют, и, видимо, это как-то вот их сподвигнет там объединиться и Да. дальше идти вместе. Она действительно как будто бы не совсем живет в ему их мире. Она вот такая мерцающая дала бабушка. какой-то шанс еще. Мне казалось, что она зависшая между двумя мирами, миром мертвых и воспоминаний, и миром живых. Хотя она достаточно реалистичная. Когда я читала, я вспоминала свою татарскую бабушку и старших родственников. Женщины, они совершенно такие, поэтому как бы она, с одной стороны, совершенно реалистичная, с другой стороны, да, она зависшая. И потом она, ну, в общем, мир мертвых утягивает ее на свою сторону. Она отъезжает туда. Тоже достаточно специфическим образом.
Да, спасибо большое. Вот я как раз удивлена просто, как мы совпали. Я ровно это и хотела сказать, что на самом деле бабушка — это такой персонаж, которого по большому счету нет. Она вот как бы то ли есть, то ли нет. И вот если бы я была режиссером, мне кажется, я бы не удержалась и все-таки сделала так, что вот эта бабушка, которая, в общем-то, мифическая бабушка, она ошиблась, что на самом деле вот этого всего не было, потому что по большому счету это не важно, ошиблась она или нет. Это проблема, она живет в обществе. И даже если не является мой конкретно дедушка, да, вот понятно, что здесь есть ребенок, и он соединяет в себе как бы две крови, но вот мне тоже кажется, Салават правильно сказал, что для нового поколения это все-таки, ну, все-таки немножко чужие метания какие-то. Это может быть вот еще для моего поколения, да, какие-то важные вещи, потому что это действительно бабушки и дедушки. Для моих детей это уже прабабушки и прадедушки, это вообще дела давно минувших дней. И вот мне кажется, вот здесь очень интересно было бы посмотреть вот эту вот онтологическую составляющую. Не столько буквально, вот что он убил, только один дедушка убил другого дедушку, да, грубо говоря, вот, а посмотреть эту ситуацию как бы более сложно. Вот. И хочу еще добавить, что мне очень понравилось в этой пьесе то, что там нет злых, вообще нет. То есть они все какие-то вот по большому счету добрые люди, они все движимы вот этой вот целью спасти эту нерожденную жизнь. Мне кажется, вот это тоже очень важно. Спасибо. Спасибо большое. Так, вот еще у нас рука. Ильгиз. Добрый день. Большое спасибо Салатовой, артистам, режиссеру. Мне кажется, вот эта пьеса, она... То есть вот такие темы, они редко всплывают в драматургии, именно национальной даже, да, потому что здесь как такового национального, ну там и чай есть, присутствуют какие-то национальные узоры, но это опять-таки общечеловеческие какие-то вещи, и это, мне кажется, очень хорошо, очень правильно, так как в первую очередь мы должны говорить о человеке. И у меня возникает вопрос. Этот вопрос возникал давно, так как действительно, что делать с этой памятью, да? Мы же, например, ну как я могу отвечать за дедушку, который был когда-то там давно? И что я сейчас должен там сделать? Если там мои предки там что-то творили, например, это же не значит, что я-то тоже самое буду творить. И я не присутствовал при этом. Но как-то люди же вот рефлексируют по этому поводу. Им важно. Я сейчас немножко сбивчиво буду говорить. В общем, для чего нужна вот эта память? Да? В исламской культуре, например, по исламу нельзя усыновлять детей. То есть ты не можешь усыновить ребенка, то есть дать ему свою фамилию. Свое отчество не можешь дать. Ты можешь взять его на воспитание, но он должен остаться при своей фамилии, при своем отчестве. Да? И это делается для того, чтобы у человека не прерывалась цепочка. Ну, там, понятно, явные вещи, чтобы инцеста не было, да, какие-то такие. Но мне кажется, что это еще связано с тем, чтобы ты понимал, кто ты такой. Сейчас через еще один пример попробую объяснить. У меня сын, сейчас ему 5 лет. Вот сидит сын, кушает, там что-то он говорит, как думает. Я на него смотрю, это маленький мой отец. То есть я дома у себя, ну то есть я сейчас воспитываю своего отца. Вот как он рот кривит, там, как он что-то там делает, какие-то вещи такие, да? Ну, как так может быть природа, да? Вот, ну, через одно поколение я, например, совсем вроде как не похож внешне на отца, а он вот копия, все повадки копия. И получается, это же, если только это только физические какие-то вещи, или это внутри нас какие-то и психологические, да, духовные вещи тоже передаются, да? И для чего, мне кажется, важна
ну, это вот я сейчас сидел на примере этой пьесы, пытался разобраться в этом вопросе, почему так люди переживают-то. Ну, чё, ну, был палач, ну, что ты сделаешь с этим? Ничего ты не сделаешь, ты же не виноват. Но мне кажется, это нужно вот в этом копаться и это понимать, чтобы потом в себе какие-то вещи пресекать, наверное, быть готовым, да? Если это вдруг в тебе появляется, ты уже понимаешь, что ты же знаешь там какие-то, к чему это приведет, грубо говоря, да? Пример такой. Ну, на примере своего отца. Он вот был такой, и он дошел вот до туда. То есть, ага, что-то я вот агрессивный какой-то. То есть, чтобы как-то себя вот ограничивать. Вдруг или не что- пойти в НКВДшники, да. Ну, вот как-то не повторять, я не знаю. Потому что, ну, а для чего еще это может быть? У меня есть на самом деле теория в продолжение того, о Мгм. чем ты говоришь. Да, мне кажется, это очень интересно, и у нас действительно очень много, ну, не только там социального, культурного, еще какого-то биологического, генетического, мы не понимаем, как это проявляется. Но вот, например, условно в психологии есть такая история, как психологи, которые изучают семейные системы, они говорят, что загадки, связанные с семьей, какие-то темные загадки, очень часто вредят подрастающему поколению, которое формально, ну, так как это загадка, да, дедушка — это загадка, дедушкин портрет, несмотря на то, что он висит, это загадка, потому что никто не проговорил это. В семье не было разговора про то, что у нас такая история. И на самом деле во второй семье тоже не было откровенного разговора про какое-то прошлое. И все, что, ну, как бы и загадки, они давят на человека. Казалось бы, никто не произносит это вслух, и это какая-то закрытая дверь, но на самом деле удивительным образом там следующее поколение, они чувствуют это напряжение, созданное вот этой некой тайной. Я думаю, что если бы в этих семьях была эта история проговорена, и они вот так встретились, это была бы, конечно, другая история. Тут бы не случилось пространство для драматургии. Я просто услышала вас, и это мне кажется, что в твоей теории есть правда, потому что вот в моей семье был инцидент, тоже связанный там с отголосками репрессии, и когда мне здесь в Москве сказали, когда уже была взрослая женщина, мне сказали, что вот мой дед, он, оказывается, был убийцей там и так далее, на меня это очень сильно подействовало, просто вся моя жизнь перевернулась после этого. И с того момента еще несколько лет я не знала, что мне с этим делать. Вот, я прям приходила в состояния какие-то непонятные и думала, а что если вот эти признаки агрессии, которые у меня там скрытые, вдруг проявлены, что если это связано с моим дедом-убийцей, что если вот эта плохая кровь, она мне передалась. И начав копать эту историю у себя в семье, я ни от кого из старших поколений не добилась ничего. То есть эта тема, она прям нивелирована, она закрыта, она под запретом. И вот недавно, буквально в прошлом году, я таки свою маму доконала, довела ее до истерики, несмотря на то, что она сердечница, мне было все равно. Я эгоистично просто довела ее до этого, чтобы она мне сказала, как на самом деле было. И только после того, что я услышала, я немного начала успокаиваться, но отголоски тех знаний, да, они во мне все равно сидят, и любое что-то мое проявление я моментально адресую туда, но почему-то не в себя. Вот. И мне кажется, что если бы я дальше разгадывала вот этого Айнура, то на его месте я бы, наверное, бы заставила всех своих родственников собраться всей семьей и поговорить об этом, и выговориться, и выплакаться, и все такое. Потому что... А вот дальше бы я бы ушла в странствие, вот, освободившись. Поколение... Это не была бы пьеса в некотором роде, да? И когда все дружелюбно говорят за столом, в этом мало Нет, драматургии. мне кажется, вот если бы... Я перебил, да? Нет, здесь, мне кажется, не в поколениях дело, а в уже
как сказать, именно как раз духовное содержание, которое мы получаем по части больше в семье, не из-за образования. Образование нам дает возможность только сформулировать свои мысли, идеи и высказывание какое-то. А вот духовная наполненность, она, по моим представлениям, она все равно обретается в семье, насыщение происходит там, где ты родился, вырос, в семье или там в стране и так далее. Поэтому, мне кажется, к личности человека это, ну, это прям большое влияние оказывает. Да, я согласна. Я вдруг вспомнила совершенно неожиданно, как я однажды наткнулась на живущую, кажется, в Германии внучку Сталина. И меня очень она Америке. удивила. В Америке, В да? Америке все в татуировках. Это какой-то да? потрясающий Мгм. человек с ирокезом Да, на голове, да. огромным количеством татуировок, очень Да. витальный, живой, смешной. Она занимается какой-то зоозащитой, какой-то экозащитой. Ну, в общем, вот всеми теми вещами, как бы, которые вот на противоположной шкале находятся в этой жизни от Сталина. И я так понимаю, что, ну, понятно, что это какой-то, да, уже выбранный путь. Я еще приведу пример. Вот внук Геббельса женился на негритянке. Еще. Прекрасно, да. Но даже для того, чтобы выбрать этот путь, нужно сначала, ну, как бы признаться себе, что формально я внучка этого человека. Она это тоже сделала. Да, а вот по поводу финала с бабушкой, ну да, конечно, здесь я вот все-таки я начинаю сразу на сцене, это, ну, будучи режиссером, пытаюсь это все видеть, как бы я сделал, наверное, да, как мне это ставить? Я сразу, как бы мне никто еще не сказал это ставить, но я автоматически начинаю, так, а как мне это поставить-то? Что мне с этим делать? И по поводу финала с бабушкой, мне кажется, почему парень так, Айнур, да, так реагирует на это. Действительно, если... То есть, мне кажется, здесь работает... Он же с этим не сталкивался лично, да, он в этом никак не участвовал. Его... Ну, то есть, он ни жертвой не был, ни палачом не был, да, а бабушка была жертвой. То есть, она в приюте, там, 12 лет, по всей видимости, так как мать отправили на 12 лет в лагеря. То есть, она имеет полное право как-то рефлексировать, да, ну, то есть, обвинять или наоборот. То есть, даже она, будучи, ну, имеючи право на осуждение, да, какое-то, она прощает и говорит, что, ну, этот ребенок должен жить, да. Мне кажется, здесь вот это влияет. Если даже бабушка говорит, что надо, ну, тем, что она врет, да, она не говорит, он понимает, что бабушка никогда не врала, вот сейчас она мне врет. Почему она врет? Она хочет, чтобы я вернулся. Если даже она этого хочет, человек, который, казалось, должен сказать, пусть умрут там, да, эти палачи, тогда, наверное, у него в голове что-то там доменяется. Другое дело, что в структуре именно по построению пьесы, мне кажется, эта тема, она очень большая, и если еще поработать, она бы вот на два целостных таких хороших акта, то есть это, ну, сейчас получается один акт, да, одна актовка. Ну, как будто бы, знаешь, вот это событие, распад молодой семьи, это воспринимается как вот перемена истории. Это Здесь, можно рассматривать как переход. ну, к этому. может, На самом ну, деле я акты даже вообще... по объему говорю. Это же Я по очень объему. такая... Нет, я Их не понимаю, что- существует в природе, да, в некотором роде. Я понимаю, но имеется в виду, вот как будто сейчас завязка была, и все как-то... То есть история не была рассмотрена со всех сторон. Вот, во-первых, затянуто немножко вот это вступление. Может, прям при встрече с парнем уже я бы, наверное, сделал, что уже бабушка, семья там приходит, и все это вот, все Это хорошо. триллер, понимаешь? Всё Автору важно было, чтобы скрипнула дверь, чтобы там кто-то за окном. ну, пускай серьезно скрипит. совершенно, как бы я и с иронией, но и серьезно. Тут, правда, накапливается некое какой-то саспенс приближения странной бабушки. Автору это важно.
Но вот Салават в ремарках пишет, что даже музыка, ну, должна быть определенная, там риорита и что-то такое. Ну, это вот, видите, Он да. уже срежиссировал Ну, всё, на конечно, самом деле. это ж кино. Да. Много Мне кажется, это деталей важно было, там да. достаточно. Но мне бы было интересно, чтобы они с этим пожили. Вот эти, они как-то, вот девочки сказали, твой дед палач, там, Они сказочные здесь. Вот сейчас. Возможно, если бы это увеличилось пространство, они бы обрели какую-то более бытовую ткань. Я сейчас вижу в этом, конечно, притчу. Но притча — это тоже форма драматургии, почему нет? Нет, смотрите, вот они сидят, да? Девочки говорят, так, твой дед палач, он убил там, разводимся. Понимаете, решение быстро слишком пришло. Мне кажется, вот как... Потому что притчевый персонаж. Нет, Ильгиз, там они остаются вдвоем. Потом она ходит по шпалам. Там. Я специально по сделал эти шпалам. вещи, да? Не, Тут- я бы на сцене, чтобы... Мне хочется вот когда они Хочется, чтобы остались... она проговорила это. Они что, поговорили, пожили, может быть, что потом начали обнаруживать в себе вот эти вещи все. Вот мне кажется, что здесь потерялась бы динамика вот эта. Ну, это мой взгляд. Вот. И насчет... Тебе, может, показалось, что экспозиция еще растянутая, да? Ну, это чуть-чуть, да, в начале. Ну, там это... Специально, я тоже уже как бы смотрел, как это будет на сцене выглядеть. Я специально... Вот эти тени, которые идут, это люди, которые ищут новую родину. Вот. Из Нет, эта нашего тема вообще разговора- с новой Да. родины, она как раз и превращает все Она- это и в вот притчу, это вот это очень и- хорошо. И вот это вот тени, которые идут, они создают обстановку такого неуюта. То есть Мгм. неуюта, загадочности. Мгм. И это идет через весь спектакль, и в начале тоже. И в начале, Мгм. вот я думаю, за счет этого экспозиция может быть не скучной. Потому что бытовые разговоры, но без них никуда не денешься. Не, Ну, я думаю, знаете, это как каждый автор на определенную тему, определенный сюжет писал бы Нет, это абсолютно, по-своему. конечно. Э, В зале есть уже режиссер, который эту пьесу собирается поставить. Вот. Так что я думаю, Ты что назначила всё только замечательно. Нет, абсолютно это необычная тема для, я еще раз повторюсь, для нас она очень важная тема. И, конечно, вот ее хочется, чтобы она на 100%, чтобы Мне доделалась. кажется, здесь, Друзья. Ксения, все дело в том, что мы все-таки вот татары, там узбеки, вот все как-то тюрконаправленные люди, мы вообще имеем такое свойство, у нас есть такое качество метафорически, ну, вести диалог. Вот. И тут, мне кажется, можно даже не заморачиваться на этот предмет. Ладно, спасибо. Друзья, Спасибо у меня большое прогон, за я побежала. очень интересное обсуждение. Спасибо, Наргиз, за читку. Спасибо, Салават. А мы, собственно, и спасибо. заканчиваем, поэтому...
Повестка у нас такая звучит. Национальная драма, поиск новых структур и рождение нового героя. Вот предлагаем обсудить вопросы. Куда уйдем, не знаем, но давайте начнем. Да, Мунир, тоже присаживайтесь. Нияз, вам слово. Ну, еще раз добрый вечер всем, кто подошел. Ну, для того, чтобы, просто для затравки скажу, что для того, чтобы начать говорить о новых структурах и новых героях, все-таки нужно хотя бы два слова сказать о том, как это складывалось исторически, что собой представляли там традиционные структуры и герои. На самом деле ничего нового. Вот так получилось, что татарский, например, театр, ну как, в общем-то, старейший, да, из национальных театров России, он всегда очень плотно был связан с той аудиторией, ну, был зависим от запросов той или иной аудитории. Аудитория менялась. То есть, если до революции в первом периоде, когда была бродячая труппа «Саяр» без своего помещения, была одна драматургия, они должны были играть на любых площадках, у них не было, ну, собственно, был очень разношерстный репертуар, хотя уже появлялись серьезные какие-то пьесы на татарском языке, но все их стали ставить после того, как театр обрел стационарное здание в 2011 году. Вот нынешний клуб, Восточный клуб, так называемый, напротив театра Камала, с другой стороны улицы Татарстан. И сразу резко меняется репертуар, возникает, значит, такое основным... То есть, если достаточно случайный зритель был первый период, то второй период это татарская интеллигенция, просвещенные люди, сразу меняется репертуар, сразу берутся очень серьезные пьесы. Апогеем этого процесса является, скажем так, постановка «Вишневого сада» в 18 году в мизансценах Станиславского. То есть это уровень продвинутых на тот момент провинциальных русских театров. То есть за 12 лет фактически театр проделал такой очень серьезный путь. И там в те же годы примерно поставлено «Мещане» Горького, в те же годы поставлена первая татарская трагедия «Зулейха», тоже о насильственном крещении, и ряд других произведений, больших, многоактных пьес Тинчурина, Камала, Амирхана, Фатхи Бурнаша и, господи, Гафура Кулахметова. Вот. А дальше в 20-е годы приходит простой зритель из деревни, переезжает в город. Этот зритель вообще, что такое театр, не знает. У него абсолютно свои корневые представления. Для него такие драматурги, как Мир Хайдар Файзи, Карим Тинчурин, Фатхи Бурнаш, они создают произведения, такие, вырабатывают целый жанр, систему жанровую, музыкальная драма, где действительно лирические герои, где все, где фактически сегодня мы эти тексты воспринимаем многие, например, там классическую татарскую пьесу «Голубая шаль», которая открывается и закрывается каждый новый сезон в театре Камала, там в академическом театре татарском. Ну, такое как бы визитная карточка театра. Она идет практически с 26 года. Единственное, когда драматург был репрессирован, с 37 по 55 год эта пьеса не шла. В 56 году тут же была восстановлена, и практически на год, на два каждая новая редакция, примерно раз в 10-15 лет происходит обновление этого спектакля, а сам спектакль остается, сама пьеса остается в репертуаре. Но вот сегодня, если читать и смотреть просто на характер этой пьесы, ты понимаешь, что это маски, это уже не полноценный характер, это своего рода маски. Конечно, с масками работать не очень интересно современному театру. Не с масками даже, а вот, как сказать, такой, это категория амплуа, даже не маски, а такой социального амплуа. Лирическая героиня, лирический герой, там, злодей и так далее. И структура, соответственно, линейная и нелинейная структура. Все-таки до сих пор еще, любой простой зритель, он приходит, а мы всегда работаем для простого зрителя, естественно, театр существует не для того, чтобы критики только в него ходили, или там люди очень высокого интеллектуального ценза и просвещенные, но для любого зрителя. И зритель любит простые истории и приходит в первую очередь на сюжет. Соответственно, структура линейная,
с внятным началом, продолжением, финалом, желательно положительным, желательно хэппи-энд. Но если нет, то тогда, конечно, это такая прям мелодрама. Но вот, собственно. И в последние годы, конечно, меняется, ну, вот эти традиции, они повсеместно. Не то, я сейчас просто опираюсь на пример татарского театра не потому, что я там, не знаю, историю и современность там, башкирского, удмуртского или какого-то якутского театра. Но просто это корректно, да, корректно говорить о том театре, в котором ты работаешь, и, в общем-то, той культуре, которой ты принадлежишь. Чтобы не было там каких-то... Ну, я думаю, что Мунир и Алена, они скажут сами за себя. А вот... Но эти процессы схожие, потому что, как я уже говорил в своей первой там этой типа лекции, что естественной формой, резервуаром сохранения национальных языков является деревня и маленький город, маленькое поселение, то, естественно, ну, как сказать, не может не быть этих персонажей, у людей определенный вкус, определенная, значит, традиция восприятия, и, но постепенно, как бы, ну, вот просто татары стали превращаться на моих глазах в такую городскую нацию. В массе своей. То есть это просто прямые наблюдения. Да? Вот я родился и живу в городе всю жизнь. А раньше, например, в 95-м году в каком-нибудь, даже в 2005 году шел человек по улице, молодой человек, ты мог понять, вот этот человек приехал с деревни. Ну просто были какие-то, это даже не дресс-коды, да, но были вот маркеры, которые четко тебе, безошибочно давали. Вот эта девчонка идет, она из деревни, эта девчонка идет. Сегодня уже довольно продолжительное время, уже, наверное, 10 с лишним лет, никакой разницы нет. И в Казани, таком мультикультурном городе, опять-таки не пытаясь там подвергнуть сомнению мультикультурности Ижевска или Уфы, ну вот говоря просто за себя, в Казани можно часто встретить такую картину. Идут, вот, например, 4 девчонки, я постоянно на это обращаю внимание, ну не на 4 девчонок, а вот парни это могут быть или кто-то. Просто я сижу вот как раз-таки в этом восточном клубе, и рядом университет. И там учатся очень много студентов. И идут, например, 4 девочки, 2 в хиджабе, одна в мини-юбке, одна просто там, ну, джинсы или какое-то платье. И, например, девочки, которые в хиджабе, могут говорить по-русски, а девочки, которые в мини-юбке, обращаться к ним по-татарски. То есть нет никаких... маркеры перестают работать. То есть уже одно понятно, что ислам не равно нация, да, национальная. Очень много, например, моих знакомых, вполне себе русскоязычных татар или даже детей от смешанных браков, которые там для себя выбирают, например, религию ислам, они могут не говорить на татарском и не очень быть даже в курсе, кто там такой Тукай, кто такой Джалиль. Но при этом раньше, то есть в 90-е годы, такого не было. То есть ислам, религия очень четко маркировала, ну, не маркировалась, а очень четко была переплетена с национальным кодом. Сегодня это уже не так. И так далее. И сегодня, например, современный молодой человек, ты по нему никогда не скажешь из деревни, и пока он с тобой не заговорит, потому что все-таки язык лучше знают люди, выходцы из деревни, но пока он с тобой не заговорил, просто по внешнему виду ты не видишь. Соответственно, меняется и зритель. Вот, например, был такой замечательный московский критик, он очень любил наш театр, Борис Пуяровский, такой пожилой дедушка, он умер уже несколько лет назад. Ну, такой он просто очень... Когда он говорил о незабвенном режиссере Марселе Салимжанове, моем друге, он начинал всегда плакать. Ну, прям вот он со сцены выходил, у него дрожал голос, он был такой очень трогательный дядька. Но при этом он всегда умилялся, и ряд других московских критиков, которые к нам приезжали, ах, вот эти бабушки в белых платочках. Первые ряды нашего там зала занимали бабушки в белых платочках. В какой-то момент эти бабушки исчезли. Но, скорее всего, просто произошла смена поколений, и те бабушки, которые пришли на их место, они одеваются как-то иначе. И так далее. Стало больше молодежи. Молодежь очень разная. И все это меняет, разумеется, трансформирует и драматургию. Потому что, конечно, драматургия всегда развивается в двух направлениях, да, больших. Первое – это тематическое направление, но оно... За ним не так, может быть, интересно наблюдать, потому что
Ну, это, в принципе, ход такой, да, утром в газете, вечером в куплете. Ну, это какая-то это отклик на какую-то повестку. Повестка меняется, и, может быть, то, что было актуально 10 лет назад, сегодня уже не актуально. А тематическое разнообразие, оно, конечно, очень важно, поэтому нужна современная драматургия, современная пьеса на национальной сцене. Но второй путь эволюции драмы – это, конечно, структурный путь, да, то есть… Ну, например, очень хорошо иллюстрирует это, ну, например, вот как изменилась русская, ну, чтобы вы понимали, как изменилась русская драматургия от Чехова до Вампилова, да? Первая фраза, которую произносит Ольга в пьесе «Три сестры», как… Да, отец, сегодня такой же прекрасный день, как и год назад, когда умер отец, а ты уже в белом платье, Ирина. У Ирины именины, и она в белом платье. Это событие, это определенный вызов, потому что она должна носить траур. Прошел всего лишь год по смерти отца. И это многим моралистам того времени казалось, что отмечено в повременных рецензиях того времени, значит, отмечено как некий такой, ну как так, это уже вызов, это вызов. Дальше, значит, вот проходит там 50 лет, 60, и пьеса Вампилова «Утиная охота». Значит, Зилов узнает о смерти отца, получает телеграмму, что отец умер. И собирается ехать, и должен поехать, но не едет. И это событие. И пьеса современного автора, он далеко не вернется. Героиня живет в Америке, тоже узнает о смерти отца. И как бы для нее даже не событие. Она никуда не поедет, потому что жизнь тяжелая, перелет, просто чтобы похоронить отца, она не поедет. Потому что у нее нет ни возможности, ни по большому счету желания. И она не хочет никуда возвращаться в свое прошлое. И вот это событие. То есть это тоже изменение структуры. Потому что событие это всегда это мельчайший элемент структуры любой пьесы. Бессобытийная пьеса может быть постдраматической, посттравматической, какой угодно, но она не может, в ней может быть притушен конфликт, как он притушен в любой пьесе Чехова. Там нет прямого конфликта, да, потому что можно убить Наташу, но жизнь трех сестер и Андрея Прозорова не изменится. Они все так же будут стремиться в Москву, и удаление, победа над Наташей не приблизит их ни на метр к Москве, к которой они так хотят попасть. Которая тоже не Москва, а на самом деле некая иллюзия, некая мечта, некая память о золотом веке, о детстве, старая басманная и так далее. Все это безусловно, говорит о том, что меняется. Вот нет конфликта, да, и может не быть конфликта, но событие в пьесе должно быть всегда. В пьесах, ну это такой жанр литературы или синтетический жанр, чья первичная образность закреплена за литературой, а вторичная образность, естественно, это прерогатива театра. Театр способен наделять пьесу новыми смыслами, новыми какими-то поворотами смысловыми. И очень важно понимать, что вне событий ничего не... Что-то происходит. И как эти события устроены, поэтому может не быть конфликта, но мы видим все равно изменение структуры. Это самый сложный путь. Вот, по большому счету, первым серьезным изменением структуры в татарской пьесе стали вот, созданные в содружестве Тинчурина и Сайдашева эти музыкальные драмы. Их 5. Это там «Угасшие звезды», «Рой», «Голубая шаль», «На берегу реки Кандар», что там еще... Казанское полотенце. Вот. Там произошло изменение структуры, потому что если мы возьмем любую другую пьесу, у нее есть аналоги в мировой классике, либо в русской классике, в русской современной пьесе. Гафур Лет Кулахметов, Галиаскар Лет Камал или ранний Карим Тинчурин.
который очень похож на структурно, я сейчас имею в виду, не тематически, не идейно, структурно похож на пьесы Горького. Вот. А здесь происходит полное изменение структуры. И вот сейчас мы тоже видим, ну, например, простой пример. Очень активно сегодня к национальных театров стал процветать документальный жанр в виде вербатима. Либо о литературе на вербатим, это либо в чистом виде вербатим. Но, тем не менее, нельзя сказать, что вот такими достаточно важными событиями последнего прошедшего сезона в татарских театрах стали, с одной стороны, постановка Тимура Кулова в Буинском театре «Шабага», «Жребий», и в нашем театре, в театре Камала, двухчастный спектакль, он из двух частей состоит, «Хушауалам», «Я не вернусь», он называется. Оба этих спектакля, они основаны на историях реальных людей. Но это меняет абсолютно структуру, потому что ну, вот та детальность описания каждого из героев, каждой из ситуаций, она меняет структуру драматургии. И кроме этого, одной из тенденций, например, в нашем, опять-таки, татарском театре сегодня, она тоже влияет на драматургию. Нехватка пьес, тот репертуарный голод. Вроде бы пьесы есть, оставить нечего. Ну, по тем или иным причинам большинство пьес не устраивает большинство театров. Я эти причины отчасти называл в первую, ну вот, когда у нас с вами типа лекция была. И что приходится делать? И театры очень часто обращаются к прозе. Либо это инсценировки, либо это проза, вот как написано у автора. Это просто сокращенная проза автора. Ну, таков, например, наш спектакль нашего театра «Взлетел петух на плетень» по повести Аяза Гилязова, где, в принципе, нет инсценировки как таковой, а просто повесть сокращена, и все слова от автора, они сохранены, и спектакль создан так называемым этюдным методом, плюс он прослоен еще текстами 6 песен, которые написаны специально к этому спектаклю одним из артистов. Вот. То есть это тоже изменение структуры, которое, несомненно, находит отклик, потому что любой театр, ну, в особенности там театр такой, как, например, ну, главный театр республики, там Гафури, Камала, Платона Аюнского, я сейчас вот башкирский, татарский, якутский театр перечисляю, потому что, в общем-то, это 3 народа, у которых наибольшее количество театров. Ну, например, в Удмуртии там 1 театр удмуртский, да, в Мариэл 2, ну, Марийский театр, Национальный театр Мишкетана и Марийский ТЮЗ. В Чувашии 2 театра, ну, 2,5, потому что есть театр кукол, в котором время от времени появляются спектакли на чувашском языке. Но, например, у хакасов 2 театра, у алтайцев 1 театр. У всех народов Северного Кавказа по 1 театру. Карачаевцы, балкарцы и так далее, там, табасаранцы, аварцы. У них у всех по 1 театру. И когда мы говорим, например, татарский театр сегодня или башкирский театр сегодня, мы не можем, мы не имеем в виду какое-то конкретное здание, какой-то один конкретный коллектив. Мы всегда говорим о некой театральной культуре. Ну, например, когда мы говорим Алтайский театр, у нас нет альтернативы. Мы говорим о театре имени Павла Кучияка. И это всегда, как бы есть такая немножко разница, потому что один театр это всегда, ну как сказать, он всегда один, на нем, с одной стороны, больше ответственности, с другой стороны, он, конечно, в большем фокусе зрительского и общественного внимания и так далее. Но когда, значит, театры, например, одна из тоже успешных постановок в прошлом сезоне, «Кая минем илем», «Где мой дом», она по мемуарам, в Альметьевском театре, по мемуарам одного из легионеров, ну, вы знаете, да, были такие татарско-башкирские легионы, которые из пленных татар, башкир, казахов готовили, скажем, в Германии, а они потом, когда их выпускали на фронт, они переходили на сторону, ну, поскольку их не пускали против советской армии, их в основном пускали против партизан югославских, против сопротивления французского и прочего. Вот они тут же переходили на сторону, значит,
такого противника, на самом деле союзника, и становились героями там французского, югославского, болгарского, итальянского сопротивления. За что, конечно, возвращаясь в Советскую Россию, они получали не ордена и медали, а бесплатный проезд в Восточную Сибирь, в зону вечной мерзлоты, на Колыму и так далее. Это было, да, и вот по его... И сразу это сигнал, так, уже очень многие авторы говорят, вот драматургия больше не нужна. Мы стали не нужны, вот театры ставят все что угодно, театры начали ставить телефонные книги и так далее. Но на самом деле, мне кажется, это естественный процесс, он знаменует некую смену вех, он знаменует некую перестройку в зрительном зале. Он, вот мы просто чувствуем, что наш зритель, например, он сегодня готов к гораздо более серьезному разговору, чем это предлагает основной корпус современных татарских пьес. Ну и башкирских, я думаю, тоже. И поскольку национальные театры России активно вовлечены в общероссийские театральные процессы, являются постоянными участниками всех там, топовых фестивалей, включая «Золотую маску», театры стали более ответственно относиться к тому, что они ставят, и стали более разборчивыми. И вот сейчас мы стоим... что такое новый герой, да? Если очень долго, в 90-е, в нулевые годы, возникала тема положительного героя современности. Кто положительный герой? В 90-е годы кто мог быть положительным героем, да? Российский кинематограф отчасти, например, разобрался с этим вопросом и вывел такого замечательного положительного героя Сашу Белого, положительного героя Данилу Багрова, положительного... кто? Положительный герой — справедливый бандит. Бандит, живущий по понятиям, не беспредельщик. В 90-е, в нулевые годы. Сегодня вообще вопрос не ставится о том... Мы, татары, тогда не нашли какого-то положительного героя, и поэтому очень много обращались к историческому материалу, и там находили личности, которые, действительно, какие-то просветители, герои прошлых лет. Они, конечно, безусловно, воспринимаются положительно. Сегодня вообще так не стоит вопрос. Собственно, зачем нам положительный, отрицательный или какой-то... Зачем делить героев на положительных и отрицательных, когда, собственно, наша цель не соцреалистическая, наша цель сегодня, цель любого театра — это гуманизация общества, развитие в обществе чувства эмпатии, сострадания, сопричастности к проблемам ближнего на примере неких ролевых моделей, которые театр демонстрирует посредством постановки пьес. В пьесе дана некая ролевая модель. Мы же понимаем, что в пьесе этого Мунира Кунафина, Изи-Пизи, Лемон Свизи показана не реальная жизнь, а некая ролевая модель, где могут быть допущения и условности. Это нормально, да? То есть то, о чем мы говорили. Мера условности. Шартлалык. Да, и ты если ты принимаешь этот мир, ты не делишь героев. Герои хотят убить своего друга, да? Гуманно убить, но из гуманных побуждений, да? Не новый абсолютно сюжет, если говорить о таком в большом смысле, это не новый сюжет, потому что это и «Малышка на миллион» и куча других. Самый знаменитый пример «Полет над гнездом кукушки», когда шеф, да, вождь, душит героя Джека Николсона, да, как его, я забыл персонажа, как звали. Нет, индеец, шеф, вождь. Один вождь, а второй, я не забыл, как его, господи. Неважно, да, он его душит из лучших побуждений. Совершает он при этом преступление, да. Что он убивает человека. Есть ли у него моральные терзания? Никаких моральных терзаний нет. И если бы действительно там был яд, и если бы действительно его выпил их друг, эти бы ребята, конечно, не испытывали никаких моральных терзаний. Как это их характеризует? Да никак. Мы сегодня, это очевидно, не выводим впрямую нормы жизни из нормы художественной. Потому что до сих пор очень много, не знаю, как в Уфе конкретно не интересовался именно этим фактом, но у нас, например, в Татарстане очень часто, бывает, там театр показывает, например, в пьесе «Дом Бургана» у Ильгиза довольно часто и много пьют алкоголь. У нас прямо есть. Как так? Зачем вы со сцены показываете? Есть определенный запрос в обществе на хорошее, милое, прекрасное, на бесконфликтное, на людей, у которых из жоп
растут, из спины растут крылья, и они такие просто, ну, как бы борются. На самом деле, это борются между хорошим и лучшим. Это такая вот традиционная наша мораль, да, вот мы должны быть моралистами, и театр должен нести разумное, доброе, вечное. Это, опять-таки, устаревший взгляд на природу театра. Вот. И сегодня рождаются такие тексты, которые не поддаются открытию при помощи традиционных инструментов, традиционных отмычек режиссерских. Приходится изобретать, специально к ним изобретать какие-то новые ходы. Не случайно авторами спектакля, вот, сегодня очень часто мы говорим не об авторе пьесы и режиссере, мы говорим об авторе спектакля, как, например, об Айдаре Заббарове, который... Ну, он ездил, лето посвятил, он ездил, разговаривал с жителями умирающих татарских деревень, и они рассказывали разные истории. Дальше он это алитературил, вкрапил какие-то, значит, рассказы, кусочки татарской прозы, которые как-то иллюстрируют эту тематику. Но создал таким образом. Кто драматург? Он драматург? Нет, он автор спектакля. Так и пишется в программке, да? Или там то же самое, то, что сделал Тимур Кулов с этими женщинами из Буинского района, он их тоже опрашивал, потом делал литературную композицию. Он тоже автор спектакля. Ильгиз Зайниев, который здесь с нами, он, поскольку в двух ипостасях как минимум сейчас пребывает, режиссера и драматурга, очень часто является постановщиком своих пьес. Он об этом тоже говорил, что в принципе, когда я ставлю сам, зачем я пишу, фактически перевожу с ильгизовского на общедоступный, он сказал так: когда я пишу пьесу, зная, что я буду ее ставить, я, собственно, пишу не пьесу, я пишу некий сценарный план. А все остальное я со своими партнерами-актерами довожу до ума уже на площадке. Ну, в общем, так, да? И это тоже новая структура. Такого раньше не было. То есть как? Надо пьесу худсовет читает, ну там или худрук, там надо. Все, возникает, ну и, соответственно, герои тоже. Особенно герои комедии, например, которые, в принципе, по определению не могут быть ни хорошими, ни плохими. Они смешные или омерзительные, и, ну, этот смех через это все равно, то есть есть, да, форма сопричастности через сострадание, а есть форма сопричастности через отторжение. Да? Вот. Так что сегодня, то, что происходит сегодня с татарской, башкирской, прочими драматургиями, на них это последнее, о чем я сейчас скажу, на них откладывается еще тот фактор, что в последние 10 лет как минимум, но наиболее активно последние, может быть, 5-7 лет, вот эта сегрегация, которая была раньше, то есть, в принципе, деятели там татарского театра 10 лет, 15-20 лет назад, в принципе, не очень хорошо понимали, что происходит в российской драматургии и театре. Сегодня мы в гораздо большей степени интегрированы в общий российский театральный и драматургический процесс. То есть наши национальные авторы пишут, отправляют свои пьесы на всероссийские конкурсы, переводят их или пишут специально на эти конкурсы. Двуязычные авторы, которые могут на татарском, на русском, они пишут на русском языке, потому что хотят более широкого отклика. И вот мы сегодня 2 пьесы прослушали. С одной стороны, они очень национальные, хотя мы их слушали на русском. С другой стороны, как бы вполне они общечеловеческие, и при желании любой театр их может поставить и будет как бы в этом смысле прав. Но мы сегодня интегрированы, и вот эта интеграция, она нам очень много дает в плане, ну что ли, оценки, реальной оценки собственных произведений. К сожалению, все равно большая часть, например, татарских драматургов, она никак в этом процессе не участвует. Она читает и пишет пьесы. В этом году мы запустили проект в театре имени Тинчурина в татарском. Каждую неделю происходили читки пьес любых авторов, без ограничений. Там не было концепта, просто ты говоришь, что театр тебя не ставит, приди, прочитай свою пьесу. Ну, был такой как бы месседж. Вот они приходили, читали, и в результате отобрали из огромного количества пьес всего лишь 4 пьесы, которые потом мы в лаборатории делали эскизы по ним.
Вот одна из пьес была Салавата Юзеева. Но наша цель именно была, что как бы Ильгиз и так самый востребованный драматург. Например, его брать даже уже для лабораторной работы не очень интересно, потому что такой живой классик. Ну, там, в Баку его пьесы. А есть авторы, которых нигде не ставят, но они говорят, вот нас не ставят. Есть там у нас бывший цирковой актер, иллюзионист, который стал на старости лет писать пьесы, и вот он как бы очень детские пьесы. Почему меня не ставят? Ну, прочти. И там же актеры просто разносят в пух и прах, то есть им это не нравится. Хотя это театр, который как бы традиционно работал с таким самым демократическим зрителем. То есть происходят некие тектонические сдвиги, частью которых является национальный театр и национальная драматургия. И, конечно, сегодня в нашу эпоху, которая лишена, по-моему, лишена четких примет морали, что такое хорошо, что такое плохо, да? Раньше мы могли с этим соглашаться, нет, но мы жили в советскую эпоху, кто застал, где была очень четкая, жесткая идеология. И, в общем-то, все примерно понимали, как надо писать для сцены и куда нужно вкраплять эзопов язык, а где можно просто хвалить социалистическую действительность и получать там премии, ордена, квартиры. Но честные драматурги писали либо в стол, либо используя некий эзопов язык. Это тоже была другая структура. Потому что читать сегодня Володина, Вампилова, Розова без поправки на то, что они кодировали в свои тексты, невозможно. Сегодняшняя действительность, слава богу, за редкими исключениями, как приведенный мой пример в Стерлитамакском театре, ну, концертном объединения, за редкими исключениями не требует такой корректировки. И пьесы стали более открытыми. Зато, может быть, из них исчез подтекст. Спасибо. Из них исчез подтекст, они стали, ну, что ли, может быть, более грубыми по форме. То есть, я сожалею, но я могу накидать большое количество примеров разных национальных пьес, не стану этого делать, просто потому, что придется сюжет пересказывать. К сожалению, до сих пор вот мы все собираемся, хотим создать некую общую базу национальных пьес на русском языке, чтобы и сами могли обмениваться, и как-то активнее контактировать с деятелями русского театра. Но пока еще это все неосуществимо, потому что, видимо, нужен какой-то энтузиаст, который возьмет на себя ответственность и посвятит этому какую-то часть своей жизни. Вот, на этом я заканчиваю. Может быть, у моих коллег какие-то другие взгляды на ситуацию в современной драматургии, на ее структуры и характеры, образы. Нет, конечно, говорить легче, когда какой-то вопрос-ответ, но тут все как бы... Нет, ну то, что здесь же нет зрителей и выступающих здесь, каждый может выступать, да, поэтому здесь вопрос как таковой, наверное, не предполагается. Для меня вот, ну как-то я не отличаю, ну как есть хороший человек, есть плохой человек, да, ну если совсем грубо. Но потом уже идет хороший человек татарин, хороший человек русский там или еще что-то, да, и в драматургии то же самое. Есть хорошо написанные пьесы, есть плохо написанные пьесы. И мне кажется, даже проблема тут не в том, чтобы она татарская или башкирская или другой народности. Мне кажется, просто проблема в общем в ремесле какой-то, то, что, ну, например, чтобы быть поставленным, мне понадобилось написать 10 пьес. У меня поставили 10-ю пьесу. Потом я написал еще... Потом поставили только 15-ю. Поставили. Ну, потом пошло реже уж. Чаще, то есть, ставится. Началось. Ну, то есть, ну, я не уходил там, в подушку не плакал и никого не обвинял в том, что меня не ставят. Для меня это было абсолютно нормально. Может, я был очень молодой тогда. Ну... Единственное, что мне говорил мой педагог, там, Ильгиз, что-то не то. Ну, я говорю, ну да, конечно, не то. А как может быть то, если там, я же еще не умею писать? И как-то изучал драматургию сам на каких-то, ну, на занятиях, понятно, через актерское мастерство, через историю театра. И мне кажется, просто пропадает ремесло. И вот эти все... Ну, вербатим – это хороший жанр, но
Мне кажется, надо понимать, что не бывает так, чтобы не было автора. Это сказки, что нет автора. Это как это, вербатим? Ты у кого-то берешь интервью, и человек, который просто в жизни с кем-то разговаривает, и он, может быть, просто разговаривает, а когда он говорит кому-то, он уже драматург, он выстраивает свою речь. Если он выстраивает свою речь, он, значит, уже ее выстраивает, да? Он понимает, что у его речи должно быть начало, конец, середина, чтобы его поняли. Он же хочет, чтобы его поняли. И он пишет свою пьесу только вот в твой диктофон там. Если спектакль состоит из вербатима, просто вот я рассказал, он рассказал, третий рассказал, четвертый рассказал. Ну, а где структура? Структура только внутри этих монологов, да? А когда начинается туда вкрапляться уже какие-то мизансцены, танцы, пляски, это уже не вербатим. Вот. И таким образом, мне кажется, это немножко... Нет, конечно, плохих жанров, но убивает ремесло. Или ты умеешь выстраивать структурно пьесу, или ты не умеешь ее выстраивать. Если ты понимаешь, что не умеешь, то надо учиться этому. И чаще всего проблема драматургии, она даже не в теме, там, пусть будет деревенская тема. Что тут плохого? Ничего тут плохого нету. В деревне тоже люди живут. Пусть будет городская тема. Именно вот даже логично сюжет выстроить, это вот проблема, понимаете? Чтобы вот началась история, чтобы не было, как вот в кино бывает ляпы, да, какие-то, чтобы вот этого не было, что он говорил вот в одной сцене одно, хромает он на правую ногу, а вышел в третьей сцене, почему-то он уже без ноги, да? И вот на таком уровне допускаются какие-то ошибки. А по поводу драматургии, всегда, мне кажется, все периоды, и это не проблема национальных театров. Это проблема не национальной драматургии, это проблема драматургии, наверное, России и всего мира. Хотя говорят, что, например, за рубежом они структурно, например, тема может быть не очень-то интересная, история сама, но структурно они там, по крайней мере, в Голливуде, киносценарии, они научились как-то жестко писать структурно. У нас, конечно, более так импровизация, да, широта души нашей. И именно, мне кажется, надо обратить внимание сейчас на то, чтобы учиться писать, учиться мастерству. Когда ты выстраиваешь что-то, а не так, вот он появился, свет включился, на сцене кто-то стоит. Откуда он вышел? Кто этот человек? И опять-таки я не ханжа, там, я не против каких-то отдельных жанров. В любом жанре может быть прекрасные спектакли. И прекрасные тексты могут быть. Но эти... хорошо, когда вот такие тексты пишут люди, которые умеют традиционно, структурно хорошо делать пьесу. Именно делать пьесу, выстраивать ее. Как это вот мои взгляды. А именно если идти по героям, по темам, если вот вы обратите внимание, недавно, пару месяцев назад, наверное, слушал тоже интервью Быкова, и я повторю его, потому что согласен с этим мнением. Почему нету сегодня в прозе хорошего романа на современную тему? То есть все романы, они на историческую тему. Хотя бы там конец Советского Союза. 20-30 лет. За последнее время какой гениальный роман вышел, который бы описывал там 2019 год. Может, есть один-два, может, я не знаю. Я лично не знаком с этим. И в драматургии то же самое. Очень тяжело найти героя, да, тяжело. Найти историю, которая... Потому что, вот, например, объяви сегодня конкурс пьес, я уверен, 20-30% из них будут на тему ковида. Хотя мы еще не осознали же эту проблему. То есть мы, например, сложно что-то понять, рассмотреть эту вещь, когда она вот так у тебя стоит, ты не успел вот так ее с другой стороны еще увидеть. Мы не знаем, куда это приведет нас. Проблема
не изжила, она еще, ну, как бы в действии, в пути. Э, И, а драматургия должна, в то же время она должна быть про сегодня, а лучше даже если про завтра, да, какой-то, ну, то есть это не музей, она не может быть про вчера быть. Поэтому очень сложно найти какие-то современные темы, и это уходит, театры начинают уходить на внешний эффект. Например, вот я ненавижу рэп в театре. То есть если в каком-то спектакле там, если это даже музыкальная комедия, и там молодежь, и кто-нибудь из них из города приехал, он обязательно будет рэп петь. Вот я просто, ну, меня выбешивает просто. Блин, люди добрые, ну что вы делаете? И тема, а насчет зрителя, да, что имеет, вот Илья Здравович сказал, что, ну, так называемые легкие жанры, хотя я сам очень люблю эти легкие жанры, потому что их очень тяжело делать. Комедии так называемые, да, которые мы ставим. Опять-таки здесь или она хорошо сделана, или плохо сделана. Я, например, лучше посмотрю хорошо сделанную комедию, чем плохо написанную драму. Для меня нету вот такого. Вот я люблю вот этот жанр, а вот этот жанр не люблю. И зритель, зритель, он везде одинаковый. И тут нельзя судить, например, по Москве или по Питеру. Здесь нету... Москва, Питер очень большие. Здесь, наверное, половина зала сидят приезжие люди, которые специально для этого и приехали. Это не те люди, которые живут рядом с театром. Это не тот зритель. А в основном, если даже русский театр посмотреть в провинции, там тот же Рейко не идет, да, тот же там, ну, сейчас меньше. Ну, тот же набор жанров идет. Леди Снайд идет там по всей России шла и до сих пор идет. И это не только у нас, мне кажется. Ты ничего с этим не сделаешь. Массово зритель, он хочет в театре какие-то, наверное, положительные эмоции. Ну, имеется в виду, он не хочет загружаться. Ну, то есть, например, жизнь не так тяжела. Пришел в театр, еще про смерть посмотрел. У тебя там недавно, ну, как рассказывал наш один знаменитый певец Салаватовый, великий татарский певец, ну, у него были проблемы, все про это знают, что там с банкротством, там какие-то такие финансовые вопросы. Он просто в театр приехал посмотреть, не знал, какой спектакль, он сел, и там спектакль «Банкрот». Он говорит, господи, и здесь это... Он сам рассказывал. Вот, поэтому вот я брожу, пытаюсь осознать то, что Ниаз Раухович говорит. С большинством, конечно, я соглашаюсь, но это не особенность национального театра. Это особенность, может быть, российского театра, как мне кажется. Особенность национального театра, национального именно театра, это язык. В первую очередь. Ни один, наверное, русский театр, на его плечах не лежит груз того, что он должен сохранить свой язык. Нету такой проблемы, потому что, ну, просто очень много людей разговаривают на русском языке, и ему не грозит исчезновение. А на сегодняшний день у любого национального театра в России лежит вот этот груз, и это основной груз, который на наших плечах. И вот, получается, ты должен сделать и хороший спектакль, чтобы он понравился и зрителю, чтобы он туда пришел, да, и чтобы театровед, который приехал из Москвы, тоже тебя полюбил, и он, этот спектакль понравился, и, может быть, взяли его на фестиваль, потому что, ну, кому не хочется как-то чего-то добиться в этой жизни, да, всем хочется добиться в этой жизни чего-то, каких-то там высот профессиональных, признаний какого-то. И вот этот долг
татарина, долг башкирина, долг якута на тебе вот висит. И все это как совместить? Например, вот Ниязов сказал, что это достоинство пьесы, например, «Похождение проволоки», да? Все мы этим когда-то увлекались, но я пришел к тому, что этим нельзя увлекаться. То есть, когда ты... Да, мы в жизни разговариваем, что я там по-татарски что-то сказал, и раз русское слово. Если вот мы сейчас начнем разговаривать на татарском, вы будете слышать что-то непонятное, потом апельсин. Да? То есть, много мы используем этих слов. Но если мы и на сцене начнем так разговаривать, мы убьем свой язык. И вот, и что делать? Получается, у тебя или ты сейчас начинаешь писать так, что у тебя персонажи разговаривают: сударь, не могли бы вы там что-то такое, да? Или ты ухищряешься как-то там, выворачиваешься там ужом на сковородке, крутишься, но добиваешься звучания, чтобы это было очень современно и как в жизни, но без этих слов. Понимаете? Вот эта задача стоит. И лично я, когда работаю над текстом, это все время вот надо мной висит. Я над этим задумываюсь и по мере своих сил и таланта, и ну как у меня вот насколько получается, я стараюсь это делать. Если у меня персонаж включает какие-то слова такие, то это осознанно. Это не, ну, то есть, например, есть там «Очарованный танцем» спектакль, там есть один персонаж, у которого там, ну, там 50 на 50, но это особенность персонажа. Он так, как раз-таки я и высмеиваю вот нашу эту сторону, что мы используем эти слова. То есть, но я не добиваюсь этим современного звучания текста. И мне кажется, вот это нам важно сегодня, чтобы сохраниться как нации, чтобы не потерять. Надо понимать, что если сегодня один язык в России умрет, то это как будто вот у художников пришли и отняли там красный цвет. Это из культуры вынули что-то из российской культуры. Потому что это влияет на всех нас. Мы вот этого, может быть, не понимаем, но все мы на друг друга влияем. И каждая культура, она имеет к нам отношение. Мы обогащаемся вот этим. И потерять что-то, что Всевышним дано, он же почему-то нас разными создал. И мы должны, мне кажется, уважать друг друга и себя, и сохранять это по возможности. И театр вот этим всегда, татарский театр, по крайней мере, всегда занимался вот этими вопросами. Когда вот я этого не знаю, но я лично с этим не сталкивался. Но вот не сталкивался, когда в троллейбусе нельзя было на татарском разговаривать. Тебя сразу затыкали. Ну, затыкали. Это в 80-х, наверное, еще 70-х было. Нельзя было разговаривать. А на сцене татарского театра играли на татарском языке. И это было единственное место, где этот язык сохранялся. И это для нас, то есть это никакой не шовинизм, никакой не национализм, да? Это просто вот, ну, вопрос выживания. Ну, извините, но вот я же не виноват, что я родился татарином. Это не моя заслуга и не моя вина. Но я хочу, я вот такой, но я хочу, чтобы это сохранялось, я хочу, чтобы мои дети вот так росли с уважением к другим нациям. И татарский театр вот этим вопросами занимается. И мне кажется, но для того, чтобы это сохранять, нам в первую очередь надо не плакаться, а сесть за стол и учиться писать пьесы, просто изучать структуру какую-то, как выстраивается пьеса, просто надо хорошо писать. И все. Это в первую очередь. Никакая не тема, никакой не герой в этом отношении, он, ну, я не знаю, это не первостепенно. Или ты умеешь структуру выстраивать, или ты не умеешь структуру выстраивать. Законы драматургии, они и в Африке законы драматургии. Да, спасибо, Ильгиз. Я бы даже немножко перебил и оборвал, потому что очень мало времени, и мы сегодня очень много говорили про татарскую и башкирскую драматургию, поэтому я бы дал слово Дарали Лилие.
удмуртскому драматургу, да, она как раз написала комедию. Вот. И, ну, да, расскажи вот про современного героя драматургии удмуртской. Кто он такой и какова вообще структура на сегодняшний момент? Куда движется национальная драматургия Удмуртии? Джейш Буреш. Здравствуйте всем. Как здорово, что есть такая возможность встретиться. Я немножко расскажу про себя, потому что я такая темная лошадка. И я вообще писатель с детства. Пишу на удмуртском языке. У меня интеллигентная семья. Моя мама известная удмуртская поэтесса Татьяна Чернова. И я выросла в удмуртской семье с детства. В городе ходила в удмуртский театр. И потом в какой-то момент уехала учиться в Будапешт на переводчика с венгерского языка. И вот моя потребность зрительская оказалась такой сильной, что я не выдержала от того, что я не могла в нашем национальном удмуртском театре найти материал для себя, такое переосмысление, да, современной удмуртской культуры, проблематики, то, что я хотела увидеть, я этого не видела. И от того, что мой бэкграунд как бы зрительский был большой, я много читала и пьес на венгерском, и ходила на спектакли в Будапеште, и посмотрела и эстонские какие-то привозные спектакли. И самый последний был уже удар под дых, это когда к нам в Ижевск приехала труппа из города Тампере, это финны, и они показали спектакль такой актуальный, детский спектакль на стихи моей бабушки, как вот, ну я не знаю, не лес школа называется, лесная школа, как там зверята поругались, но в конце они дружно поют рэп на удмуртском языке. Но смысл в том, что мой народ не больше миллиона, как у нас известный поэт Богдан Анфингенов пишет, рыжий, как Джон Леннон, узкоглазый, как Йоко Оно. Я так не хочу, чтобы удмуртский язык вымер. То есть вот эта вот проблема настолько она у финнов, почему-то они финны увидели это, а наш национальный театр про это не ставит. И вот тебя колошматит, ты в этом состоянии хочешь дальше еще видеть что-то очень сильно актуальное. При том, что у нас в Ижевске развивается современный театр, это Центр современной драматургии и режиссуры, но там, конечно, постановки на русском языке, а такого живого, настоящего удмуртского языка его мало. И я стала писать пьесы, и причем стала их ставить, потому что я понимала, что наш национальный театр никогда не поставит то, что я напишу, это какой-то очень длинный цикл. И вот мне кажется, очень важно, что ли, национальным театром именно уметь увидеть проблему, потому что когда ты ее игнорируешь, ты своего зрителя обманываешь, и ты постоянно какую-то ему подсовываешь веселую хрень, либо что-то такое музыкальное, пляшущее, веселое, но почему-то совершенно не переосмысленное там, в контексте 21 века, 21 года. Либо это прям все расстроились, умерли и плачем, рыдаем. И вот я не вижу что-то другое. А хочется, потому что мне кажется, финно-угорский театр, вообще финно-угорские культуры, они сильны своими истоками мифологическими, потому что я понимаю, что наш удмуртский театр, он вышел из фольклорной обрядовой истории. И можно же в этом настолько много находить какого-то вдохновения, но пока почему-то вдохновение дает только русская классика, переведенная на удмуртский язык. И вот этот вот экспериментальный дух, он силен. Я думаю, что, наверное, есть еще писательский азарт, потому что писатель, он как бы level up, постоянно себя немного апгрейдит. Сначала со стихов подростковых про любовь, потом, значит, мы берем какие-то рассказы психологические, что-то там, сценарии, роман, уже замахиваешься на большие жанры. И вот как будто бы драматургия — это вот что-то серьезное. При том, что есть современная драматургия, это какой-то вот хоп-хоп, зарисовки про сегодняшний день, и как будто бы даже
школьники и студенты могут писать, но если писать большую драму, то вот надо дорасти. И вот здоровое такое состояние писательское посягнуть на большую серьезную драматургию, мне кажется, тоже важно. И я тоже сейчас в таком пути развития себя как писателя, как драматурга. И, честно говоря, у меня даже был свой театр «Юмок». Переводится как неловкая ситуация, ну, попасть в просак, юмокеущины. И, то есть какая-то ситуация такого застывшего фейла, неловкости. И мне казалось, что вот немножко низвести опять-таки канонический удмуртский театр, немножко показать, что есть и другая литература, есть другая драматургия. Это важно. И наши актеры, вот у них тоже какая-то капсулизация идет. Они хотят экспериментов, но вот они прочувствовать этого современного нового героя не могут. Говоря о современных героях в удмуртской литературе, в прозе, и, ну, давайте возьмем, с одной стороны, очень яркая тенденция вообще не рефлексировать про сегодняшний день. То есть все герои — это что-то там из древнего мира, начала века, какие-то герои прошлого. Здесь, я думаю, да, общие тенденции. Тяжело осмысливать сегодняшний день. И, наверное, те писатели, которые хорошо пишут, они, возможно, уже, опять-таки, в силу возраста не могут осмыслить, не могут как-то остро передать, показать то, что происходит сейчас. Они обращаются к каким-то понятным вехам истории. И вот, с одной стороны, это какой-то уход в историю, это какая-то параллельная реальность, фэнтези, очень много параллельных миров. Лично даже я так пишу, мне вообще нравится придумывать альтернативные удмуртские реальности. Очень много несочетаемого то, что происходит в мире. То есть я вижу, что этого нет, но у меня-то, в принципе, в голове это есть. Там удмурты, которые там, очень по-современному живут, при том, что многие удмурты, конечно, несмотря на то, что они живут в городе, это все-таки нация, национальность, народ деревенский, очень традиционный, очень любящий, понятный и как бы непонятные для других явления, вещи, там, вплоть до того, что ты заходишь, там 3 раза перевернулся, чтобы там, не дай бог, что-то не так случилось. Ну, вот маленькие суеверия и прочее, прочее. Но вот я как городской житель и живчанка, я по-другому этот мир ощущаю, и плюс как бы еще увидев, что есть, оказывается, национальные театры, финно-угорские, там, финские, эстонские, венгерские, и они-то как чувствуют, да, этот мир, как это интересно. И они делают как бы вот полноценный театр. Какой, оказывается, вот мне не хватает, они такой делают, а наш почему-то не делает. А почему делает, не знаю. И я вдохновляюсь, я смотрю на вот наших коллег, и мне прям дает это силы. Есть всегда о чем писать и про что насочинять. Хорошо, у нас буквально 2 минуты, какое-то заключительное слово или кто-то что-то еще хочет сказать. Так, ну, если вот говорить о национальном и наднациональном, я вспомнил, значит, на одном кинофестивале выступала одна женщина с Кавказа, пожилая уже женщина, устроительница. И речь зашла о старости и смерти. И она сказала, вот мы на Кавказе, вот старики, мы раритет. Так что мы спокойны. А как вы? Вы, россияне, обычные. Вот. А я сижу и думаю, я татарин, я вот как к этому должен относиться? Я россиянин, с одной стороны, с другой татарин. И вот что я подумал. Значит, сегодня речь зашла, Нияз приводил пример, значит, ехать к отцу или нет, да, на похороны. Зилов не едет, в современной пьесе кто-то не едет. Значит, но тут же пьеса Ильгиза. Сегодня мы слушали. На похороны отца съехались все и съедутся все. Человек, даже если он последний негодяй, он приедет на похороны отца.
И вот это в нашей традиции есть. Мы ее переступить не можем. И я думаю, что в этом ничего плохого нет. Вот. Все, больше ничего не сказать. Ну, Алия, да, минуточку буквально. Я просто хотела ремарку вставить по поводу документального театра, поскольку наш центр тяготеет к такой форме. Мы придумали театрально-фольклорные экспедиции в отдаленные районы Зауралья. И вот как раз там у нас и структура выстраивается, и поиск тем, и самое главное, поиск современных героев. Потому что, например, в этом году у нас тематика — это сельский учитель. Прошлые года у нас, вот, кстати, Мунир тоже активный участник, разговор с поколением, связь с которыми мы утрачиваем, это бабушки фольклорных коллектив. Ну, так получилось случайно, что мы, каждая там интервьюировала очередную бабушку, и выяснилась одна проблема. Для них вот этот коллектив на селе, на самом деле, это избегают они своей тоски, одиночества, и тут же история вымирающих сел, то есть вот так по цепочке. И так получилось, что вот это документальное, наш формат именно поиска документалистики в театре привел нас к тому, что мы стали появляться и герои новые, которые интересны зрителю, что немаловажно, да, это всегда с интересом наблюдать. И мне кажется, вот эти экспедиции, о которых, наверное, может быть, и завтра расскажу, как об одном из кейсов, привели к тому, что в Башкирском академическом театре драмы, для нас это большой плюс, что наконец обратили. Сейчас готовится премьера мы проводили лабораторию документального театра, произошла пьеса на тему детей-аутистов. И, конечно, это важно, что Национальный театр обратил внимание на новую структуру, и на новых героев. И я совершенно в предыдущем спиче не хотела сказать, что там деревенская тематика, нам она очень интересна, но может быть, мы ищем в поисках другого формата и современных героев в том числе. Спасибо. Спасибо. У меня буквально минуту. Одна смешная ситуация была. Просто я считаю, что все мои пьесы, они вербатим. И в доказательство этому я хочу... Как-то мы ехали с гастролей из Уфы, кстати. И рядом оказался Асхат Хисметов, народный артист Республики Татарстан, артист Камалского театра. И он просто по дороге, ехать-то долго, что-то надо делать, и он рассказывал свою жизнь. А в силу своей профессии у меня хорошая память. Я приехал, как доехали, я записал. Что-то записал, какой-то монолог. И потом, в то время, как раз тот сезон, там было пару песен, как-то в театре вот всплыли, они всегда пели там Фирая Акбарова, Зельфирапа, пели песни постоянно. И из этих двух песен и из этого монолога родилась пьеса, которую Айрат Абушахманов поставил в Камалском театре «Запах полыни». Жена Асхата Хисметова работает постижером в театре Камала. И обычно у них трансляция висит. Эту роль играл Ильдар Хайруллин. И, в общем, она говорит, я хожу, что-то там парики она делала, то ли усы шила, там что-то делает. И слышу, говорит, трансляцию. Пьеса-то новая, она ее не читала. Говорит, откуда я это знаю? Она говорит, откуда я? Я, говорит, чуть с ума не сошла. Я говорю, я же это знаю, Это, говорит, что, классика какая-то? Нет, говорит, Ильгиз написал новую пьесу. Говорит, откуда я ее знаю? Потом, это же Асхат, говорит, это же слово в слово Асхат рассказывал. Это вот, то есть вербатим, все равно все лучшее мы берем из жизни и потом что-то перерабатываем, соединяем, разъединяем и собираем из этого пьесу. Вот